Ағы үресі колесо времени. Амғал мұдыры амырмынды маны Бурят FM радио шақнықшыт. Мұнодыр июнин тавында ихы хендер бол живейна, борхым бақшын тұрығын мұдыр. Тегет мұнодыр біде арвдыхя олзы живейна біде маны холын әлшінті, халмы голаса ерғын нырыты блогер Ларри Наранович Илишкин, маны студияда ерінкі. Тегет біде мұнодыр дұру живейна біде маны цикл интервьюғы биганулға ханнаве, арвдыхя мұнодыр маны студияда ерет байына. Амырмынды маны холын әлшін Ларри Наранович. Мен маны ақсы Борхан бақшын медлесін өдерлі юрыжына вуднаста бат кішікта дала бойынта болдың, байын болдың, сән бә. Болтығы биганулға ве танытта маны шағнашытты бұде орадор мұны хорылды жиылқыпте, йонды бұхыдары би удыр бұрғанулны ве, әні маны әлшімні бурят қылымуғар ойлығы, тегет маны шия бурят шағнашытны халмы қылымуғар ойлығы, бұде маны орадор хорылды жиылқыпте. Ларри Наранович, сегодня пятница, 5 июня, самый важный для буддистов праздник. В этот день в разные годы происходило 3 величайших события. Рождение Будды в царской семье рода Шакьев, да, из касты воинов. Кстати, хочется подчеркнуть, о чем мы чуть позже скажем, да, достижение им полного просветления в 35 лет и ухода в нирвану на 81 году жизни. И вот хочу отметить, что с 2000 года этот день ежегодно отмечается и в ООН в знак признания вклада буддизма, одной из старейших религий мира, в духовное развитие человечества. Ларри Наранович, вот как в Калмыкии справляют этот праздник? Ну, во-первых, он у нас выходной день всегда, традиционно. Указом главы, кто бы он ни был, всегда этот день объявляется выходным. Потому что мы буддийская территория, и мы гордимся своими праздниками. И в этот день многие берут обеты. Вот сегодня мне передают на калмыцком языке, давали обеты. Сегодня брали обеты. Вообще весь месяц у нас держат пост. Наверное, нигде так не держат пост буддийский, как у нас. Даже те люди, которые не практикуют буддизм, стараются тоже не есть мясо. И я знаю ребят, которые, в принципе, не практикующие, но курящие, они даже на месяц бросают курить. А об алкоголе вообще даже и речи нет. Это вообще буддийская традиция, по большому счету. Это всегда так наши предки делали, когда вот окот и там стричка выпадали на это время, скот не резал, все лето не ели мясо, чистились там кисломолочными продуктами и прочее. Да, и тем самым как бы посмотрите старые фотографии и видео, ну ни одного нет с лишним весом почти. Все такие поджарые, все стройные люди. Вот с приходом буддизма эта традиция перешла вот на священный месяц, который тоже совпадает примерно с этим временем, и традиции продолжились. И я думаю, что ничего плохого, только полезное в этом. И всем того же желаю, да. Конечно, можно сидеть на диване и рассказывать небылицы про буддизм, а другое дело, когда ты взял волю в кулак и отказался от жирной пищи, алкоголя, сигарет, и ради своих будущих детей свое тело приводишь в порядок, да. Когда мы делаем детей, вы не забывайте, что то, что все шлаки, которые у нас, они туда и уходят вместе со всей другой негативной энергией. Поэтому для того, чтобы потомство было хорошее, тоже надо себя чистить и мужчинам, и женщинам. Про это тоже не забывайте. Спасибо, Ларри Наранович. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в прямой эфир они могут задавать вопросы по телефону 588-300. Но я очень прошу помнить о том, что сегодня праздничный день. Во всех буддийских храмах России и Монголии проходят праздничные молебны. А в других буддийских странах этот праздник отметили на месяц раньше. Ну, такая особенность календаря. И вот давайте будем помнить, что сегодня любая духовная практика или благое деяние приносит, значит, сила имеет в миллион раз больше, чем в остальные дни. Поэтому просим сегодня все-таки воздержаться от негатива, отрицательной энергии и так далее.
Ну, Ларе Нарановичу я хочу еще сказать, я обычно говорю вам, в какой день вы приходите. Вы уже поняли, что каждый день вы попадаете на разные диалекты. Сегодня на радио Бурят ФМ день мухоршибирских бурят. Они принадлежат тоже самому большому племени Хори, но чаще по-бурятски их называют Тугным бурят. Это тугнуйские буряты по названию долины. Вот эта Тугнуйская долина считается названа от слова «тук», означает, я думаю, в калмыцком языке да, знамя, да. И считается, что там, когда Чингисхан разбил меркитов, там есть Меркитская крепость, так называемая природная такая гора, когда отбивал свою жену, вот получил боевое крещение первое, он возвращался и в честь одержанной победы там воздвигнул девятибунчужный тук. Вот, и эти были самые, вы там не были, к сожалению, но я думаю, вы обязательно съездите, посмотрите, и вы поймете, почему до переселения туда старообрядцев это считались лучшие пастбища хори-бурят. Просто песни можно петь в этой степи. И вот среди самых знаменитых выходцев этой долины это Шойжит Хатын, это жена хоринского могущественного тайши Дамбадугара Ринчеева, который построил Аннинский дацан. Она его достроила после смерти мужа. Вот я знаю, что вы были в Аннинском дацане. 180 субурганов. Да, там интересно, когда его как раз там реконструировали, мы туда попали, там я с ламами переговорил, там они поспрашивали, тогда впервые рассказала вот то, что какие репрессии прошли калмыки, тогда они тоже очень удивились. Там, кстати, бурятки были, одна даже прослезилась, потому что действительно многие думали, что репрессии у них были жестокие, но калмыки прошли более жесткое, так сказать, время. И был интересный случай, когда мы пошли обходить эти 108 субурганов, да? Это был июнь месяц, по-моему. Вот трава, да, сибирская, мы шли, и оттуда вот рой комаров поднимался, рой прям. И вот мы обходили 108 ступ, и никого из нас, у нас 4 было, никого из нас ни один комар не укусил. Вот это все заметили это. Вот действительно, представляете, в Сибири комары, да, чтобы никто никого не укусил. О чем это говорит? Это старое древнее намоленное место. Кто бы что ни говорил. Да. Это там находилась столица хоринских тайшей. Настолько было большое племя, что потом от них отделилась Агинская степная дума, и вот так у нас появились агинские буряты, которые вот сейчас нам часто звонят, и да? Вообще вот буддийский храм, они же не просто где-то, не абы где-то ставят. Да, конечно. Естественно, люди, которые... Не простые люди определяют место под буддийский храм. Почему? Потому что это определяют такие люди, которые видят это место, чувствуют, видят духов местности, видят энергетику, да? И, к сожалению, у наших многих людей, которые вот любят порассуждать о буддизме, о его минусах в особенности, да? Такие есть у нас антибуддисты, я их называю. Они все смотрят все с внешней стороны. Они, вглубь, их омраченное сознание никак не может попасть. Поэтому у них разговоры все на уровне дошколят, так скажем. Вот буддисты на них смотрят как на дошколят, а им кажется, что они такие умные. Просто над ними не хочется публично смеяться, да? А так бы, опять же, вот на примере Аннинского дацана, да? Вот, идите, пройдитесь. Вот я человек дхармический, мы все 4 были буддисты, которые практикуем. Нас комары не укусили. А вот люди, которые антибуддисты, которые против буддизма выступают, идите, пройдитесь там в июне, в такой же день. Сожрут комары. Просто-напросто. И вот потом все равно они не поймут. Вот не поймут, они скажут, да, это случайность, это совпадение. Вот сделаем по 10 раз. 10 раз приду, не укусит. Он пройдет, его закусает. Действительно, храм Аннинский построен в так называемой долине 7 священных озер. Вот этой долине, там действительно много комаров. Я вот сама была, когда вот открытие было этих 108 ступ. Я хочу продолжить, что вы часто бываете у нас, когда бываете в Улан-Удэ, стараетесь посещать наш театр бурятской драмы. По-моему, вы были на спектакле «Поющие камни». Не помните такое? Нет, я не был. Не были, да? Как раз вот этой женщине, тугнуйской красавице, посвящен спектакль «Поющие камни», Шойжит Хатын. И знаменитый наш поэт Гунга Чимита, выходец из этой Тугнуйской долины. Вот диалект, который сегодня у нас на радио звучит, он автор большинства любимых песен на народе. Вы, наверное, слышали «Ижим, ижим», «Тон-то не так». Кстати, вот по поводу который вы сказали, жена хоринского тайши, да. По-моему, вчера, да, я общался с
с автором либретто, да? Об этом же, да? Наверное. По-моему, одна из историй, да, таких. Я с ним общался, с Валерий Баса. Да, Баса. Угу. И я свел его с нашим знаменитым колымским композитором и исполнителем Аркадием Манжиевым, да, и вот у них родилась идея вот о создании такой оперы совместной, да, вот именно про одна из тем, вот это либретто вот на тему. Да. Ну видите. Ну, я их свел, они там, не знаю, договорятся, не договорятся, но вот факт остается фактом, вчера это так. Вот один из примеров сотрудничества, допустим. Угу. Ну, я думаю, не все наши даже слушатели знают о том, что наш знаменитый поэт Гунган Чемитов перевел на бурятский язык сокровенные сказания монголов еще вот, по-моему, в начале 90-х годов. Ну и, наконец, я думаю, вы читали роман «Жестокий век», автор Исай Калашников, тоже вот уроженец Мухшибирского района, Тугнуйской долины. Вот в такой мы сегодня день. «Жестокий век», кстати, опять видите, опять какая связь кармическая с Бурятией. «Жестокий век» мне впервые мы получили еще в советское время. Отец попросил, я не помню его имени и фамилии, но бурята, который был здесь директором издательства. Угу. Ваше бурятское издательство, кстати, выпустило эту книгу. Первая. Вот это первая книга ко мне попала. Да, сейчас она, вот я сыну передал свою. Вот интересно, да, я посмотрел там с подписью директора издательства, то есть он моему отцу прислал. Интересно, да? Тоже какие вещи происходят. Угу. Может быть, тогда немного расскажете, вот какое было ваше первое впечатление от прочтения тогда «Жестокого века»? Ну, знаете, вот у нас, я не знаю, как в Бурятии, но в Калмыкии мы, несмотря на то, что много чего запрещалось, мы с подросткового возраста, все калмыки, вот сколько я помню, все читали вот такие книги. Угу. Вот если они были, нам повезло в том плане, что в тот момент отношения между Советским Союзом и Китаем были, мягко говоря, да, не очень. Да. Поэтому в Советском Союзе очень много выпускалось таких вот антикитайских, но промонгольских книг, допустим, да, про Галдан Башукту нашего, я уже в советское время читал маленьким, про другие там героев там антикитайского движения монгольских, да, вот. Потом «Жестокий век», потом трилогия Яна, Чингисхан Батый к последнему морю, да, я, по-моему, несколько раз перечитал. Мы менялись. Я помню, вот одна из книг в этой трилогии, по-моему, к последнему морю пропала, потому что кто-то не отдал. Нам было по 12-13 лет. Вот представляете, мы все калмыки интересовались, друг у друга эти книги брали и читали. То есть зов предков, зов вот генетически был, несмотря на все вот эти запреты и прочее. Поэтому, как бы, впечатление, ну, мы, я помню, даже во дворах собирались с подростками, там на гитаре играли, но всегда находилось время для того, что кто-то знал отрывки какой-то истории, да, калмыки, и говорил. Я чуть больше знал, потому что мой отец там интересовался. Я тоже свои рассказы. Вот целеустремленность какая-то была. Вот мы пели песню. Я помню, мы во дворе сидели и на русском языке под гитару пели песню у моего друга. Это любимая песня была. «Рубите, рубите молодых и старых, и взвился над планетой монгольский аркан, так повелел в дыму пожарить рыжебородый Батыр Чингисхан». Вот такие песни мы на русском языке пели, представляете, в советское время. Угу. Пацанятами, да, и нас в любой момент могли обвинить, там, не знаю в чем. Угу. Тем не менее, вот такие вещи я помню. А вас не удивило, ну, ваших современников, там, допустим, отца, вот читателей калмыцких, что «Жестокий век» написал не бурятский писатель по национальности? Нет, ну, тогда в то время не в этом дело. Дело в том, что раньше, вот даже калмыцкое издательство тоже было очень хорошим, выпускали тоже редкие книги. И тогда, я же говорю, меня из армии отпустили за книги. Меня командир роты из-за того, что у нас хорошие книги выпускали, сказал: я тебе в отпуск сообщу, привези мне хорошие книги. Тогда вся страна читала. И бурятское издательство, калмыцкое, такие, ну, из немногих, которые выпускали, видимо, вот все-таки у руководителей были какой-то нюх, что ли, да, или вот какой-то вот такая жилка была, да, они знали, какие книги востребованы, они такие выпускали, в принципе, исторические книги и прочее. Ну, вот... Ну, вот так, понравился вам «Жестокий век»? Ну, конечно. Первые, да? Ну, мы все в то время, все книги, касаемые монгольской истории, мы перечитали. Конечно, там советский осадок есть, да, в том числе, как и в трилогии Яна. Но Яну мы благодарны за то, что он даже в то время хоть так написал. Угу. Мы уже что-то знали, да? И о наших корнях, там, что там, и
время другое было, поэтому мы сейчас можем так говорить. Сейчас вот молодежь возьмите, она так особо не интересуется. Тогда я еще пошутил как-то. Чтобы мы пришли к своим корням, нам нужно все жестко запретить. Вот тогда это начинается ответная реакция народа, тогда начинается интерес, тогда начинается, вопреки обстоятельствам, начинает изучать свое. Когда вот полная свобода, почему-то особо такого стремления нет. А в тот момент свободы не было. Я еще раз говорю, тогда была общность людей советская, поэтому всех под этот знаменатель один подводили. Да, ну вот смотрите, мы вчера закончили практически большой цикл интервью об истории калмыков, да, и закончить я как раз хотела на новой истории, уже когда распался Советский Союз, и вот мы не успели обсудить, вот в частности из-за звонков, вот новое название Республики Калмыкия, как вот рождалось. Помните, после эфира мы да, вот в конце перестроечного периода там калмыцкую АСР переименовали в Калмыцкую ССР, Советскую Социалистическую. Ну, тогда, видимо, у наших правителей, депутатов все-таки мысль дальше советского уровня не работала, поэтому они вот таким образом, убрав одно слово автономное, решили немножко возвеличить Калмыкию, то есть в статус союзно, да, перевести. Но тогда я еще помню, написал, совсем молодой журналист, я тогда написал в газете, почему должно быть советское, социалистическое указано в названии республики? Вот скажите. Давайте, капиталистические Соединенные Штаты Америки, да? Они же не указывают свой строй. Или там Федеративная капиталистическая республика Германии, да? Что за дела? Или, я сказал, Федеративная Бундестагская капиталистическая республика Германии, потому что у них там парламент Бундестаг, зачем нам название своего Советы парламентов указывать название, да, вообще? И это вот тогда конкретно было у нас плюрализм мнений, действительно, и мой материал вышел в Советской Калмыкии, и там обсуждали, и депутаты потом все-таки переименовали, да, в Республику Калмыкия. Нельзя, это не потому, что я написал. Спустя какое-то время они просто, видимо, уже формат поменялся страны, да, так скажем, когда Советский Союз уже практически распался. Вот, я этот период хорошо помню, и это был 92-й год, по-моему. Да, примерно в это время все республики меняли свои названия. Я почему это спрашиваю? Потому что я помню, что у нас, например, Верховный Совет тогда последний, да, Бурятская АССР, они очень долго спорили, там прямо доходило, не скажу, что до драки, там очень крупные ссоры происходили, часть депутатов просто вставала и уходила, потому что некоторые хотели назвать республику Байкальская республика и так далее. И вот когда приняли название Республика Бурятия, тогда же приняли название парламента Народный Урал. И я знаю, что в Калмыкии точно так же называется парламент республиканский. Да. Как к этому пришли названия? Вот на всеобщей волне, помните, когда Ельцин пришел к власти и сказал, забирайте суверенитет, сколько унесете. Тут и все стали, сразу все... Национальное сознание проснулось, начали все подряд переименовывать и прочее. Тоже часто и бездумно, я считаю. Допустим, некоторые, я помню, коммунистические свои паспорта рвали там и прочее, вот эти вот показушные, да, все дела. К сожалению, вот та элита, все бывшие комсомольцы, они потом, знаете, да, все стали олигархами у нас. Поэтому для меня те люди, которые все это меняли, их, мало из них было таких, кто делал это все действительно ради народа. Они делали все это ради себя, потому что менялась структура государства, менялся строй, и они, как и люди, думающие только о себе, они пытались подстроиться, в том числе и таким образом. Угу. На этом, я думаю, мы все-таки завершим цикл передачи об истории калмыцкого народа, да, уже современную историю, я думаю, наши слушатели уже знают, в том числе о Кирсане Люмжинове и о последних событиях. А сейчас я прошу вас ответить на вопросы от наших слушателей, которые накопились, в том числе в социальных сетях. Вот очень
такой активный слушатель, Царен Чайропов, пенсионер, он спрашивает в Фейсбуке, где вы живете и работаете. Хотя мы об этом рассказывали в первой передаче еще. Я вот прошу некоторых зайти в YouTube, запись там всех передач с Лариной Ароновичем есть. Ну вот кратко повторите для Царена Чайропова, где вы живете и работаете. Ну, вообще-то я живу в Элисте, в Республике Калмыкия, в столице. Сейчас я с начала декабря не был дома, потому что мы поехали по важным делам. Мы поехали в Монголию за нашей святыней калмыцкой, единственной сохранившейся общенациональной святыней буддийской, статую Лапы Цангапы, которая сейчас находится в центральном Дацане Монголии Гандан-Текчелене. У нас впервые за многие-многие годы мы нашли понимание у монгольского руководства, они готовы нам ее предоставить на месяц. Раньше даже разговаривать не хотели на эту тему. Вот. Ну, пока тянулись всякие бюрократические проволочки и прочее продолжались, то вот ситуация с коронавирусом, и пришлось остановиться пока здесь. Хотя все мои вещи, мой чемодан в Улан-Баторе. И пока я здесь и занимаюсь тем, что вот сейчас вот спасибо Бурят ФМ за то, что пригласили. Вот сейчас какой-то период интересный, возможность рассказать про историю калмыков, да. И вспоминаю вчерашний звонок, да, когда меня обвинили в том, что я тут деньги заплатил и прочее. Ну, наверное, считает меня миллионером, которому делать нечего, пошел и деньги заплатил, чтобы рассказывать про историю калмыков, да? 10 дней. 10 дней, да. И уже 11, по-моему. Да. Меня обвинили в том также, что меня больше нигде не приглашают, только на Бурят ФМ, поэтому я сюда и пришел, да. Хотя я выступил за это время и на «Эхо Москвы», и московские коллеги меня приглашали вот на онлайн этот йога-центр, очень серьезный такой интернет-ресурс, где собирается довольно серьезная аудитория, и туда абы кого, в том числе и таких, как вот задав ваши вопросы, даже близко не подпустят, да. Тем не менее, меня пригласили, и я давал в течение часа интервью именно вот по буддизму. А там люди серьезные, там люди, занимающиеся духовной практикой, аудитория, самодостаточные и прочие, в том числе и буддисты. Там нету такого детского контингента, который будет говорить о том, что там буддизм кого-то сделал слабым и прочее, потому что там они сами практики проходят и знают, как это, что буддийская практика только для сильных духом людей. И если кто-то говорит о том, что буддизм сделал кого-то слабым, пусть вот, хотя бы один день попрактикуют по-тантрически, я думаю, что к вечеру они поймут, что да нет, это все-таки религия сильных. Угу. Ну и говоря о возвращаясь к вопросу о вашей работе, я хочу напомнить, что мы уже рассказывали, что наш гость был очень известным журналистом, стал блогером, и вы представляете еще общественную организацию «Монголы 21 века». Немного можно о вашей организации. Мы с другом своим монголом, Баяром, открыли эту организацию, можно сказать, даже мы захотели сделать что-то новое, потому что мы видим, что вот эти все конвенты монголов мира и прочие, они болтологией занимаются просто, деньги тратят, встречаются, что-то там сабантуи после конференции, что-то кому-то наобещают друг другу горы золотые, потом разъехались, забыли. Там они раз в 2 года собирались, а толку не было вообще в монгольском мире, ни одного серьезного экономического, социального там проекта совместного не было. И вот мы решили такую организацию открыть, и она еще не закрыта, в принципе, да. Единственное, что, да, сейчас с деятельностью пока туговато, но я думаю, мы еще реанимируем все это. И пока говорить о чем-то рано. Кстати, по поводу того, что сразу для тех, кто сомневается в моей компетентности здесь, да, вот я 2 года назад меня приглашал Австралийский национальный университет, я читал лекцию именно по исторической теме в этом университете. Если кто-то не знает, что такое Австралийский национальный университет, посмотрите, зайдите, посмотрите, каков у него рейтинг и прочее. Я туда денег не платил, наоборот, они мне заплатили полностью переезд, в том числе и даже дорогу до Улан-Батора, на такси, там, на чем-то там еще, даже вплоть до мелочей. За визу заплатили даже они. И еще заплатили за лекцию саму тоже. Очень прилично заплатили, да, и, уже не говоря о перелете. Поэтому
прошу успокоиться тех, кто считает, что я тут случайный гость и еще плачу деньги за что-то. Да, конечно. И я помню, что в одной из передач прошлых вы рассказывали, с какими приключениями вы добирались до Австралии из Улан-Удэ. Вот очень интересно было, что... Да, потому что, да, действительно, потому что вот, кстати, я тогда начитывал «Зеленую тару», вот она все препятствия убрала. И я, вот, пользуясь случаем, сейчас вот вчера буквально мне земляк позвонил вечером. Он не практикующий буддист. Он мне сам сказал, чудо произошло. У него какая-то есть болезнь такая вот, я не знаю, как это называется, вот у него бывает иногда раз в год там, вот ни с того ни с сего какие зайчики в глазах, и он ничего не может сделать, да, и даже в больницу ложился и прочее, да, там. Но вчера у него, говорит, началось, опять, я испугался, но что-то он взял, говорит, четкий и начал Ногандеркой начитывать «Зеленую тару». Вот круг начитал, второй начал начитывать, и это исчезло. То есть уже не надо ни в больницу никуда идти. То есть он сам мне позвонил, такой... Ага, звонок, прямой эфир. Возбужденный. Алло. Амарманде. Сенбено. Вот я хочу сказать, мою фамилию Башитов. Да. Поэтому он, который говорит, наш гость с Калмыкии, он, по-моему, перебавляет свои гостевые полномочия. Какие полномочия? Начинает гостевые, как гость. Как будто он проповедник этого буддизма выступает. Видимо, Дамбай Шеев пригласил его сюда. Вот у евреев 5-6 религий. И они не делятся по религиям. Они в первую очередь считают, что они евреи. А потом, значит, у каждого свое мировоззрение. В христианство верить, или иудаизм верить, или в католическую веру верить. Значит, это их не дело. Вы поэтому хотели с ним встретиться? Ларин Аранович вас слушает, Алексей Данилович. Сейчас он вам ответит. А действительно, вы хотели со мной встретиться для этого, что ли? Во-первых, поэтому и по второму вопрос у меня другой есть. По более такому, значит... Ну, знаете, я с человеком, который мне тут в рамки загоняет, какие-то полномочия гостевые придумывают, я не собираюсь встречаться и о чем-то говорить, знаете? Ну, ясно было. Тут приезжали делегация калмыков, у вас, видимо, национальность такая, все... И привычно всех ставить всех. Что? Делегация шаманов калмыков приезжала в Бурятию. И что? 3 года там назад. И тоже они же, значит, себя гонор бьют, что они самые великие, как и вы. Мы вас тоже очень любим. Ларин Аранович себя великим не считает. Я не понимаю, вот второй раз уже звонок, человек, который какую-то антикалмыцкую пропаганду ведет. Вот мы сейчас здесь на объединение говорим, да, а люди выступают, вот как бы, вбивают в клин между нашими народами. Вот вчерашний звонок, я же вчера сказал, да, я вчера его ожидал сегодня. Но сегодня уже и ожидаемо было, потому что сегодня день рождения Будды Шакьямуни, и Шумтах Мюсейн Гардык, да, это все буддисты знают. В этот момент будут оскорбления и прочее. Поэтому мы к этому готовы. Но дело в том, что эти люди будут терять свой буин, не то, что буин, келинцы по-калмыцки говоря, они себе будут яму копать, это их проблема просто. Вот эта ненависть какая-то непонятная, да? Вот для чего он хотел со мной встретиться? Он же несколько дней меня искал, да, я так понимаю? Да. Он, наверное, хотел вот этого негатив все выплеснуть, да, и потом немножко моего буина покушать и несколько дней на этом буине жить. Кстати, хочу поговорить по поводу буина. Сейчас у вас называется буинтасар. Да. У нас версар. Почему буинтасар называется? Потому что в этот момент, в этот месяц накапливаем буин, да? Угу. И вот именно есть люди по-буддийски, делящиеся, которые сами накапливают буин себе, а есть, которые живут за счет другого буина. Вот для них нужен конфликт обязательно, для них что-то покушать надо, потому что без буина нет успеха, нет здоровья, ничего. Вот, да, даже когда буин заканчивается, человек умирает. И вот люди, которые не зарабатывают свой, не накапливают свой буин, они живут за счет другого буина. И вот, допустим, я сейчас сегодня закончил 111 тысяч начитку у Мани Падмаху, мантры Будды Шакьямуни, Муни Махамиса и Ваджрапани, да? Ваджрапани, сами знаете, Червани, это покровитель монгольского мира. Я сегодня буквально закончил по 111 тысяч каждую начитку. Естественно, я жду халявщиков буйных. Вот они в этот момент и появляются. И вот почему я ему ответил, я вас тоже люблю, да? Вот когда Будда говорил, когда у него пытались также вывести из себя и украсть буин, он говорил, оставьте
свои подарки себе. То есть свой негатив у себя оставьте. Вот я и говорю, этим самым, когда я сказал, я вот тоже люблю, я говорю, оставьте свои подарки при себе. А то, что у кого-то зависть какая-то по поводу калмыков, что мы там такие, вот какая-то делегация. А что же вы в глаза-то не сказали этой делегации? По-мужски вышли бы и сказали, одели бы боксерские перчатки, взяли бы автомат Калашникова, как у нас часто в Калмыкии делают. И решили бы все вопросы по-мужски. А вот звонить и сюда вякать, извините за выражение, да, вот за глаза куда-то где-то, где вы там сидите, я не знаю, наверное, в бункере закрылись и думаете, что вы в безопасности. А знаете, почему у вас так происходит? Что вы публично можете друг другу делать замечания. Потому что у вас безнаказанность за это. Вот в Калмыкии за это приходится... Вы сейчас опять скажете, что мы ставим себя выше других. Но действительно, я констатирую факт. У нас в Калмыкии мужчина за свой язык отвечает. И если вы ему такое скажете в Калмыкии, я не думаю, что вы там где-то спрячетесь. Публично причем. У нас тут были случаи, допустим, да, вот... Я уже об этом писал. Молодые ребята, допустим, зацепились там в интернете. Среди ночи тут же садятся в машину, за 250 километров в Городниковск едут другим. Стрельба, 2 трупа. Поэтому за своим, как говорится, базаром следят. Потом недавно был случай, когда средь бела дня в Элисте, в северо-западном районе, молодой парень 30-летний с автомата Калашникова расстрелял всю машину, вот там другого, тоже за язык. Вы можете считать, что мы чем-то гордимся, что мы это... Я не знаю, может быть, это есть люди такие среди... У которых какой-то комплекс неполноценности, вот они вот это вот... чего-то доказать не могут сами в жизни в этой, и вот надо им выплеснуть свои негативные эмоции. Если вы хотите сказать, что вы самые крутые, ну докажите. Калмыки уже давно доказали, нам не надо что доказывать. Ни нашей делегации, которая приезжала, ни мне, ничего не надо доказывать. Мы уже давно все доказали. И наше поколение это все доказывает. Поэтому не надо сюда звонить. Если хотите, еще раз говорю, какие-то претензии есть, встретьте меня на улице. Все знают, где я живу. 142-й квартал сейчас живу. Угу. Я просто хочу... Подъезжайте, пожалуйста, и мне в глаза говорите, что вы там. Что вы звоните сюда, чтобы выплеснуть свои... дурацкие какие-то причем именно эмоции. В такой день, да? Это день понятный какой, что день, да, вот по поводу, допустим, вот почему, вот, а он говорит, все там религии и прочее. Давайте еще раз повторим историю. Сегодня одна тоже написала в Фейсбуке, говорит, вот среди бурят и христиане там, и все, и мусульмане есть, и все, да, я говорю, это очень хорошо, но не для бурят. Потому что разделение по религиям, оно ведет разделение... Вот, потому что вот возьмите мировую историю, возьмите. Возьмите мировую историю, которая... Звонок, прямой эфир. Продолжим. Алло? Сэмбана. Камене. Амр Бандая. Бандамыр. Мунку Цубаныч, Хыжингы. Зая, Мунку Цубаныч. Алари Наран Шаханжавена. Шаханжавена. Тегесіне Кулмык Хыңгынытта. Выступал Жавена. Хың? Калмыгыны Хувым выступал. Ларри Наранович. Ларри Наранович. Она Муна Хың выступала. Юнгы Жахараны. Атыр Алексей Данилович Башитов, это вождь племени Булагатов, это районный рылдык, это Харага Мане Эльшине. Шаманю. Ага, тема, тига. Она разотована оdo юнда bude юнгынхэм калмыгут восстановили же югы. Юнгат хухапта. Югы. Ог юмы имя восстановили же. Танат Ородор осудила Тавитта и на Шаханжавена. Аларин Наранович, вам вопрос на русском языке сейчас прозвучит из Кыжинги. Вы говорите, как восстановили свой род, племя, и, получается, как восстановили? Это же было, по-моему. Когда я говорил восстановили? Что восстановили? Не, как бы не восстановили, как правильно выразиться? Бурядар Хылыта Биор Шулхове. Но будет юга восстановили
справедливость туда-сюда говорит уржеваган бейна халташганан бит. Ага. Егет асудылтыры хашингет установили тернем установили. Би тоже элго хэшинга справедливость установили. Хзехлеем, много хлеем мы. Много людей вандга юм добра. По отношению к кому справедливость? К народу? К народу, наверное, а не к роду. Ко всему народу. Она, да, народу, ага. После депортации, что ли? Да, депортация. Ну все, ага. Слушайте ответ. Ну, я уже говорил, что реабилитации как такой полномасштабной я не видел. Полномасштабная реабилитация, я считаю, это восстановление всех территорий, возвращение всех, компенсация всех потерь материальных каждой семье. И, кстати, наши калмыки подавали в Страсбургский суд по этому поводу. Ну, Страсбургский суд даже отказал, представляете? Ну, что это может? Поэтому, говорит, какой-то реабилитации полной. Ну, я думаю, что постоянно эту тему муссировать тоже не хочется, потому что вот у нас была тема передачи несколько дней назад, и я уже говорили на эту тему, поэтому думаю, что достаточно. Угу. Спасибо. Вы получили ответ на свой вопрос? Алло. Ага, Зайба Ирте. Ага. Дорогие радиослушатели, я хочу еще раз обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, уважайте слушателей, уважайте нашего гостя. Готовьте свои вопросы заранее. Не съедайте наше время. Мане сагымны будет-то, пожалуйста. Готовьте вопросы четко, ясно, понятно, чтобы было. Потому что очень трудно понять, что вы хотите. Если не можете на русском языке сформулировать, пожалуйста, на бурятском говорите. Бурят архилает на биоршулху нашему гостю. Да, вот я еще хотел бы сказать, вот там прочитал в интернете, что вот по поводу языка, там туда-сюда, вот даже гость не говорит на родном языке эту программу. Ну, во-первых, хочу, признаться, что мой язык, калмыцкий язык, не совершенен. И я, естественно, лучше говорю по-русски. Если бы историю Калмыкии сейчас рассказывал, попытался по-калмыцки, даже хорошо зная язык, я думаю, мало ли чего поняли бы буряты. И это было бы очень плохо, потому что наша задача сейчас донести историю калмыков до бурят. Я не знаю, всем нравится, но есть такие люди с комплексом неполноценности, которым почему-то это все не нравится. Они должны в день рождения Будды позвонить и испортить всем настроение, да, вот это. Что он так и мисс. Ну, я хотел бы еще раз в этот день пожелать всем братьям-бурятам, и которые я вчера очень много получил откликов, и в личке, и очень хороших откликов получил. Все меня поддерживают, все говорят, что мы единый народ и прочее, да. И вот эти Шумтак и Мюс, они естественно против буддизма, они естественно против религии, потому что еще раз доказано, что айраты, мы объединились. И впервые мы смогли объединиться благодаря буддизму, когда были запрещены все иные какие бы религии, и только буддизм у нас был, и мы смогли создать тогда впервые в своей истории 3 айратских государства, да. И единственное, что поэтому мы, зная эту историю, что мы, имея такую великую историю, имея такие этапы, да, когда мы 150 лет с населением, общим населением не более 1 миллиона человек контролируем территорию от Каспия до Тибета, да, и напрягали такие огромные империи, причем напрягали их до, почти по 100% они напрягались, да, вот такие, как Китай, да, с таким маленьким населением. Мы это все помним, мы знаем, и мы благодарны именно тому, что мы приняли тогда передовую, единственную, одну религию. И одна религия, один народ, он всегда играет только на пользу. Я же не призываю вас все бросить и бежать в буддизм. Кстати, это противоречит самому буддизму. В буддизме отсутствует миссионерство в классическом виде. Мы не ходим никому, не говорим там, у вас плохая религия, перебегайте к нам. Нам не нужны лишние вообще. Балласт зачем нам нужен? Вот такой балласт, который сейчас звонивший. Чтобы у нас там раздрайв в нашем буддийском обществе наводил, да зачем нам они нужны? Хуже врагов. По-буддийски, кстати, почему вот в буддизме единство очень сильно? Потому что в буддизме, вот для тех, ликбез для тех, кто не знает, антибуддийский товарищ, который, может быть, нас сейчас слушают,
В буддизме важный брат, есть такое выражение, или важная сестра. То есть, если мы вместе побывали на каком-то учении и прочее, мы уже считаемся сестрами и братьями и не имеем права друг против друга выступать и вообще даже плохо говорить. Вот в этом плане буддизм играет объединяющую роль. А когда нам постоянно кто-то со стороны начинает нам придумывать всякие про наши... Мы же не трогаем никого. Вот я сегодня буквально написал в интернете, да, что вот для нас вот эти шаманисты и прочие, да, ну, для нас, ну, что они есть, что их нету, да, буддисты, ну живут свои традиции, чтут, ну, спасибо, молодцы. Но почему вы нас трогаете? Мы вам ничего такого не делаем, вообще, я вообще молчу. Нет, всегда, когда найдется, вот, буддизм нам это... Из-за буддизма мы воинственность потеряли. Кто потерял? Мы, калмыки, не потеряли. Я еще раз говорю, мы раньше всех айраты приняли буддизм. И до сих пор, и у нас с середины 17 века шаманов нету. И мы не потеряли буддизм. Что бы вы там ни придумывали, все равно щелчок по носу вы получаете благодаря историческим фактам. Ну, я думаю, на этой прекрасной ноте мы сейчас послушаем песню, которую я хочу в том числе адресовать и звонившему нам Алексею Даниловичу Башитову, вождя племени Булагатов, как он называет. Я хочу напомнить, что булагаты живут и у нас в Республике Бурятия, населяют и Волгинский район, часть Селенгинского района, и одним из величайших булагатов является Даши-Даржо Итигэлов, великих Амбалама. Булагаты, они вообще откуда? Булагаты из Западной Бурятии, из Иркутской области, но часть переселилась сюда еще... Так выходит, а какое он имеет право мне тут говорить, что я тут пришлый какой-то... Он сам из другого региона? Так выходит. А он мне что, на правах хозяев мне тут предъявляет что-то? Ну, тем не менее, эта песня в том числе для вас, Алексей Данилович. Думайте о калмыках, когда будете ее слушать. Ondin zerkte halem gut Tad seçte Çangrin açner Alta dugan dugi Şinasın koyran, şinin zertergi Şili baxa koyran, şifrintetan ştanergi Teginke kaçanos, dokşun bodun gut Ulan zalata halem gut Şinasın koyran, şinin zertergi Şili baxa koyran, şifrintetan ştanergi Teginke kaçanos, dokşun bodun gut Ulan zalata halem gut
Тегинка качано сошун бодым гуд Улан залата халем гуд Жинасын хойран жиднізір эрги Жилі бақы хойран жихриктатан штанерги Тегинка качано сошун бодым гуд Улан залата халем гуд Сагэ Риса. Колесо времени. Ну, после такой песни, которую никак не назовешь слабой, Ларин Аранович, давайте продолжим. Ответ был даже не вопрос, а комментарий в Фейсбуке. Балдан Ламабазаров, это Шрета тункинского дацана, он написал о том, что, ну вот если перевести с тункинского диалекта на русский язык, он написал, что вот наш гость призывает поднимать калмыцкий язык, но почему сам не говорит на калмыцком языке? Вот такой комментарий был. Я еще раз говорю, что вот я говорил тогда, да, перед этим звонком, что я не в совершенстве знаю родной язык, да, и даже если хорошо его знал бы, прекрасно. Что бы сейчас из этого получилось, да, и вот я сейчас бы рассказывал по-калмыцки свою историю. Далеко не все буряты знают свой родной язык, даже не хорошо знают. Даже те, кто хорошо знает, прекрасно даже думает на бурятском, может быть, половину только бы поняли. Еще толку тогда от того, что здесь 10 передач бы распинался, да? Надо все-таки отталкиваться от реалий. Ну, давайте сейчас я вам прочитаю вот такой, просто я на своем диалекте бузавском, просто медленно, с расстановочкой, коротенькую фразу. И, пожалуйста, те, кто хорошо знает бурятский, переведите хотя бы ее, а потом уже будем говорить о всех 10 передачах. Өрдинар күйіндет вәхедахля дала әмтін межголым. Я поняла только Далай Амтын, морский обитатель. Өрдинар күйіндет вәхедахля дала әмтін межголым. Еще раз повторил, медленнее еще. Все равно поняла только Далай Амтын. Это простые слова. Прямой перевод слово в слово. Если я буду говорить на айратском, много людей не поймет ведь. Это вот дословно. Вы сейчас на диалекте бузавов, напомню, это донские калмыки. Да, и я бузав. Ну там, это там диалект считается, если я сказал там одну букву просто, а так все, это, и другие так тоже скажут. Там одна буква просто, вместо Б, В я сказал. Ну, ничего не понятно, да? И как вы хотели, чтобы я историю Калмыкии рассказывал так вот? И кто бы что понял, да на первой передаче уже плеваться начали бы, никто не слушать не стал бы, да? Все-таки надо отталкиваться от реалий. Если сейчас мало кто из калмыков знает и бурят свой родной язык, да? Но при этом все калмыки и все буряты 100% знают русский. Естественно, чтобы донести историю нашу, мы воспользуемся русским языком, потому что реалии таковы. Ну, знаете, вот в буддизме любая крайность, она... Будда показал срединный путь. Любая крайность по буддийскому учению ведет к проблемам. Вот эта крайность, я знаю язык, а остальные там подождут, это же крайность, потому что надо же донести людям на том языке, на котором они понимают, да? Ведь Будда сам доносил учение свое именно без крайностей. Даже тем же кочевникам он же не говорил, что мясо нельзя кушать. Звонок в прямом эфире. Алло. Амарсея. Амарсея, Домар. Это с Керченского района я звоню. Ларина Арановича хотел очень благодарна. Я вот начала слушать 4-ю передачу, вот первую передачу. Будьте добры, радио у себя выключите, эхо мешает слышать. Я в доме сижу, да. Вот слушали, да. Такой вот интересный человек. Прямо это слушаешь, да, как совпадают мысли. Благодарны, что он вот так рассказывает, и почти вот так нам бы, бурятам, да, свою нацию поднимать. У вас есть вопрос к Ларине Арановичу, он вас слушает.
Здравствуйте, Ларина Иванович. Здрасте. Спасибо, что вы вот такой человек есть, да? Спасибо, приятно. Я очень просто я хотела поблагодарить вас. У меня Спасибо вопросов, большое. конечно, нету. Да, поблагодарить. Спасибо большое. Вот Такие вот звонки очень приятные. Чувствуешь вот это братство наше с бурятами, да? Да. Естественно, что мы проходим такой путь. Вот сейчас начался период к объединению, да, поэтому, наверное, я сюда кармически и попал здесь. Так, я по-буддийски смотрю, да, я вот не случайно в декабре поехал в эту сторону, да, и не случайно во все перипетии попал, в том числе и под коронавирус. Наверное, все-таки сякюстные наши хотели, чтобы я какое-то время здесь остался и попал на это радио, где я могу рассказать про историю свою. Естественно, мы ожидаем попытки всяких там шоу-так кюмюс, да, нам помешать. Это всегда будет, но... это бывает. Это бывает и будет, но мы должны все равно, несмотря на них, вот как на лошадях своих пробежались по степи, да, как подавили этих сусликов копытами, даже не заметили, что они там подавили. И также мы должны идти вперед и друг друга, те адекватные люди, адекватные наши силы бурято-калмыцкие, мы должны завершить это дело объединением. Это вот это самое главное. А то, что нам мешает, это их проблемы. Конечно, очень хорошо. Вот бы нам бы вот так, мыслить, я очень хорошо, даже совпадает такие мысли с вашими. Я прямо с таким слушаю вам. Но мы редкий народ, конечно. Мы с Анголой каким-то образом очень похожи на ваш характер. Взрывной немножко, вот такой прямой и очень верный народ. Спасибо, да. Да. Я хочу добавить, что наш гость Ларин Аранович в одну из передач выходил в Кякинский день, и вот тогда вы, Ларин Аранович, сказали, что вы очень хорошо понимаете кякинский диалект. Да, я вот почему-то я понял, что очень сильно отличается от других, там, я смотрю, уже слушаю, там, да, и звуки даже такие наши. Поэтому спасибо большое. Байрал Джанал. Байрла. Байрла. Спасибо. Ну вот, Ларин Аранович, вы как раз на своем донском диалекте, на бузавском диалекте, да, вот сейчас произнесли. А вот скажите, вы же уже до этого говорили, что сильно диалекты в калмыцком языке не отличаются, не да? Отличаются, нет. И в основу литературного лег таргутский язык. Таргутский диалект, да. А потому что... давайте прямой эфир. Звонок. Алло? Алло. Сэмбана. Ага, калмыга эльчинте нугайрекевенно. Тим. Ага. Спасибо, конечно. Я точнее фамилию мальчика не знаю, но по радио не слушаю его. Ларин Аранович. Ларин Аранович, очень приятно. Вы очень приятный гость для нашей республики, что хотел бы сказать. У меня есть сват у меня в Спате, с Калмыкии, племянник женатый. Так, дальше у меня есть друг, Таргут, Монголии, Таргут, один из этих, да. И хотел бы сказать, что очень хороший целительный народ. Я с ним очень хорошо знаком. Дальше у нас было, когда первый раз встретились со сватом, мы через час разговаривали с ним на одинаковом языке. На калмыцком, бурятском языке. Да, так что народ у нас яструсник. Спасибо большое, что вы приехали. Спасибо большое вам за звонок. Спасибо, что вы позвонили, чтобы поблагодарить. Спасибо. Спасибо большое. Вам также. Байрла. Давайте вот продолжим. Взяли за основу таргутское племя, потому что самое большое племя, как у нас вот у Хори взяли. Да, оно же когда изначально как вот Тургутское ханство сегодня у нас эфир особенно популярен. Алло, Амарванде. Сэмбана. Ви Лари Наранши Нихудурсал Тардынгуйка Шаханжа Иха Байрлави Иха Ханин Ухате Байрал Джанал. Мане Бурят Халим Арутнеху Невин Ундете Зангжа Мане Залушол Индаху Дашин
그것이 거르지 그것이 없다. 자료가 되가도. 네, 단다도 오즈웨네 제거들. 너 라리나라 işte 부흐 durkenle henge yıkıldı. Taştaydı. Yani bolyat halımık aradan gatı buhuynu kokuyor. Buhu hunzanda kokuyor. Madurcu var tekrar. Onun zırhını говорят. Hem bulette Ларинара. Их боя. Байрла. Ну, я думаю, Ларин Иванович, вы все поняли, да? Почти. Практически переводить не надо. Почти. Вас очень сильно благодарят Да, за да. то, что вы сделали, да, для будущего бурятского и калмыцкого народа, и желает вам вот в дальнейшем также нести знамя двух наших народов. Кстати, вот я еще раз говорю, наверное, опять меня такие шаманисты обвинят в том, что я там слишком почему-то гостевые свои полномочия. Я не знаю, что за гостевые полномочия, да, я вот честно говорю, я никогда не слышал за них. Какие-то гостевые полномочия я нарушаю, да, просто мы привыкли прямо говорить, да. Вот почему-то вот этот весь негатив на разделение идет именно от тех, кто считает себя шаманистами. Вот да. Реально. Я еще раз говорю, ну неужели нельзя спокойно потерпеть? Мы же вас не трогаем, ну зачем вы нас трогаете? Вот 350 лет назад вот так же трогали, и дотрогались, среди айратов ликвидировали всех шаманов, и все, и больше о них и не слышно. Кстати, кто-то сейчас говорил, что якобы в Калмыкии есть какие-то шаманы, да? Я о них лично не слышал, да, может быть, есть какие-то самоназванцы, провозглашенные. Да? Провозглашенные. Но я тоже себя могу назвать космонавтом, но это не значит, что я космонавт, да? Во-первых, это традиция вообще потеряна, да, этим. Связь поколений, да, уже нету, да? И там, что он там себя назвал шаманом, я не знаю, с какими он духами общается, ведь таким людям вообще опасно ходить. Может, он с такими вредоносными духами общается, что потом от них не отвяжешься. Звонок, прямой эфир. Алло, Амарсаян. Алло, здравствуйте. Сэмбана. Я вот Ларину Ивановичу хотел ее вопрос задать. Ага, вы представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Байсхалан. Байсхалан. Это я с Паланде. Ларин Иванович. Я в одно время прочитал очень интересную книжку. Это Есендовский, польский исследователь. Этнограф Юмда. Он во время гражданской войны. Да, адъютант Унгерна. С Унгерном он это. Там он рассказывал про Хальма Галамутхэ, что он был. Вместе с ним он много прошел. Монголии там, начиная с России, Монголии, там Монголии расстались. Можно знать про этого воинственного, вот это такой лама был. Джалама, что ли? Вы про Джаламу? Я забыл имя его забыл. Джалама, да, мы уже о нем говорили подробно, да. Подробно мы говорили. Да, уже говорили подробно о нем, да. В Киргизию сюда, в Монголию приехал, во время революции он... Вот он приехал, первый раз он приехал в 1910 или 2011 году в Монголию. Он тогда Западную Монголию помог освободить от китайцев. А потом он после нескольких арестов, ну, якобы арестов русскими властями, да, он потом вернулся в Калмыкию. Да, Джалама. Это Джалама, да, ага, все. Все понятно. Спасибо. Да, вы послушайте, пожалуйста, прошлую передачу, специально посвящена гражданской войне, и очень подробно наш гость рассказал о Джаламе. На YouTube-канале Бурят ФМ, пожалуйста, все передачи в записи. Зая Байрланабде. Давайте продолжим. Ларин Иванович, очень много звонков поступает именно сегодня. Хороших звонков. Я еще раз говорю, да вот там они вот эти, как говорят, шаманисты, вот, якобы себя называют. Я вот сколько раз здесь был в Бурятии, я всегда говорил в лицо им. Потому что среди них мало вообще тенгрянцев настоящих, мало шаманистов. Вот настоящие тенгрянцы, реально, которых я знаю, они никогда против буддизма не выступают. Почему? Потому что они, зная свою религию, они знают, насколько она плотно пересекается с буддизмом. Очень плотно. Поэтому человек грамотный никогда не будет против выступать. А есть такие, которые, считают себя якобы тенгрянцами. А кроме как вечное сияние неба, они ничего не знают. Они говорят, вот мы сохранили традиционную религию. Это не сохранение религии, это сохранение выражения вечное сияние неба. Дальше что? Дальше вы расскажите, что человека ждет после смерти. Вы расскажите человеку философию свою, вот, на чем это жизнь, вся религия. Собрались, пришли к шаману, он что-то там с духом пообщался. Это каждый лама буддийский может делать, по большому счету. Буддийские ламы тоже общаются с духами.
Причем шаман, он не может подавить серьезного духа, а буддийский лама серьезного уровня может подавить, во-первых. Во-вторых, еще раз хочу сказать, кто хочет поспорить, давайте поспорим, можно даже здесь в прямом эфире, только я думаю, что вы бледно выглядеть будете, потому что у нас основа-то мощнейшая буддийская, я могу часами о ней говорить, а у них говорить не о чем. Просто-напросто, вот современным, так сказать. Я с уважением отношусь и к шаманизму, и к тенгрианству, но к настоящему, а не к тем, кто в Улан-Удэ сидит и бабки делает. А он должен сидеть у себя на родовых камнях, питаться родовыми от родовых духов, да, и с ними там дружить, а не здесь бабки делать. Поэтому, когда меня в чем-то обвиняют, давайте сядем и поспорим. Но я уверен, что никто не придет, потому что у них действительно знаний нету. А сохранение религии, я скажу, что это такое. Сохранение религии – это 80 тысяч учений, записанных в Ганджуре, учений Будды. И это 252 тысячи комментариев, записанных в Ганджуре. Вот это есть сохранение религии, вот это вот есть сохранение буддийской религии, да? И сохранение буддийской религии – это когда каждый читает мантры, хоть один там 2 мантры знает, другой 10 мантр знает, один там буддийский текст знает, там третий знает еще что-то. Вот это и есть сохранение религии, а не то, что внешнее что-то. В религии главное внутреннее, а не внешнее. И когда вы говорите, что когда вы нападаете на буддизм, это понятно, что вам о своей религии сказать нечего, и вам приходится кусать других. Но это пора прекращать. И почему-то разделение идет от шаманистов. Вот даже сегодняшний звонок, да? Ну почему вы так делаете? Почему я понимаю, что многие шаманисты питаются вредоносных духов. Это понятно, это по-буддийски так, это я ничего не придумаю. Поэтому вот это вот в день рождения Будды их прям прет, им хочется что-то такое сделать. Ну не победите вы нас никогда. Ну, ребята, вы сами себе шею сломаете, это понятно. Мировая религия, которая очень серьезно имеет основу, да, чья основа это шуньята, основа буддизма, это что это означает? Квантовая физика. Ребят, ну куда вы против науки? Ларин Аронович, еще один звонок. Алло. Большое беспокойство. Вы неправильно там поняли. Что мы неправильно поняли? Алексей Данилович, вчера был Осинско-Боханский день, вы в него звонили, поздравляли Вячеслава Михайловича Мархаева, и вы ругаете Хамбаламу, который это радио создал. Я никого не ругаю, я говорю еще раз. Нет, вы сказали, что меня пригласил Аюшев, еще, даже если бы он пригласил, хотя это не так. Меня пригласила вот Туяна Зандуева, которая, узнав, что я здесь, сказала, давай сделаем с тобой цикл передач о калмыцкой истории. Я пришел сюда, и я еще получаю плевки от местных, что ты здесь делаешь, да? Я шаман Семичича, еще раз вам говорю. Я вам говорю, что на примере евреев. Евреи не делятся между собой по религиозным понятиям. Они на первом стадии, что они евреи. А у евреев еще по матери, нам тоже по матери судят. Вот вы почему... Не надо нас учить еще раз. Я вас не учу. Нам надо быть... Не нравится, не слушайте. Не нравится, не слушайте. Не нравится, не слушайте. Что мы буряты, калмыки, братья, вот на первом месте должны. Не надо по религиям делиться. Я еще раз говорю, это вы делите. Никто, кроме вас, не позвонил и не стал нас разделять. Иначе говорит, вот вы сейчас нас обвинили, нашу делегацию, что мы такие все из себя что-то ставим. Я еще раз повторяю, нам ничего не надо доказывать, мы все доказали. Кому? Вам, что ли, доказывать? Я вас знать не знаю, знать не хочу. Чего мне вам доказывать? Я сейчас общаюсь с нормальными бурятами, рассказываю про нашу историю. Чего вы лезете, чего вы мешаете? Вам свое «я» хочется показать. Да мне ваше «я» как-то, знаете, что вы есть, что у вас нет. Ага. Просто, знаете, это очень некрасиво. У нас в Калмыкии так не получилось. Если бурят бы выступал, никто бы не позвонил и сказал, слышь, ты там какие-то там свои полномочия гостевые там что-то. У нас бы просто, если действительно человек понял, что что-то, подумал бы, что там гость действительно наглеет или что, он не стал бы публично позориться, он пришел бы к радиопередаче, к радиостанции, подождал бы, когда гость выйдет, и высказал все ему в глаза. А что тут звонить, пиариться? Вы, оказывается, мне сказали, вы вчера здесь там кого-то поздравляли, пользовались этим радио. Сейчас вы... кто вас сюда? Тоже Аюшеев пригласил тогда выходит? Меня Туяна пригласила. Я приехал, я рассказываю, еще и получаю тут за то, что меня пригласили на радио, я еще тут получаю плевки. Алексей Данилович, я думаю, успокоился. Давайте мы продолжим
все-таки, я напоминаю, сегодня день рождения Будушек Ямуни, и любое деяние, оно увеличивается в миллион раз. Я еще раз говорю, я сейчас закончил с утра, по 111 тысяч, я начитывал с первого дня Уирсара, это Буинтасара, 2 мантры по 111. Я сегодня закончил. Я ждал эту атаку. И я должен, конечно, по-буддийски не должен отдавать свой буин. Видимо, он первый звонок он не получил буин, он перезванивает, чтобы все-таки немножко хапануть, потому что они не могут без чужого буина, да? А сегодня очень сладкий пирог буинный. Поэтому мы сейчас очень сильно будут, так, извините за выражение, мозги делать людям, да? Но весь буин у меня все равно не отнять. Я больше, вот честно говорю, как мой отец, как мои родственники, я больше думаю о других, чем о себе. Поэтому у меня буина все-таки немножко больше того, что они смогут съесть. И я надеюсь, что этого буина хватит для того, чтобы на своем участке, на том, куда меня карма привела, да, чтобы я успешно все закончил и хотя бы хоть как-то, хоть на 18-20 метров сблизил бы бурят и калмыков не географически, а вот ментально. Кстати, очень сильный лама буддийский сказал, что Гише Дугда, который после смерти показал свой уровень, да, когда тело было в посмертной медитации. Ага, еще один звонок в прямом эфире, Ларин Аранович. Сейчас, секунду, я просто закончу мысль. Он сказал, что объединение монголов произойдет в будущем, но это же будет ментальное объединение. Да. Оно самое мощное, оно не территориальное, оно ментальное, оно самое мощное. И вот такие люди нам пытаются в наши мозги влезть и все помешать. Но не, ребят, не получится. Слушаем вас. Алло. Алло, Амурманде. Амурманде, Туяна, я хочу... я хочу рассортировать. Ага, представьтесь, пожалуйста. Я Лариса Насраевна. Я хочу наших земляков, призываю уважать нашего гостя, который приехал в Бурятию, рассказать историю Калмыкии. Да и вообще в целом приятно, его очень приятно слушать. Вот это раз. И во-вторых, вот в Калмыкии писатель Давид Кукушкинов, народный писатель Калмыкии, очень известный, но в советское время, мы тоже все в советское время воспитывались. Вот как его творчество сейчас изучается в школах, во всех учебных заведениях. Вот этого я хотела узнать. Спасибо за вопрос, Ларин Аранович. Лариса Намсараевна зовут. Ну, Лариса Намсараевна, спасибо вам, конечно, за ваши теплые слова. Ну, Давид Никитич Кугультинов, да, он всегда популярный был поэт, народный поэт нас. И естественно, что в советское время изучали, и в 90-е годы изучали, и сейчас, наверное, не знаю, как сейчас в школьной программе, потому что все-таки у меня сын взрослый, а я давно в школе не был. И не могу сказать, как сейчас изучает, но я думаю, что у нас каждый ребенок знает, кто такой Давид Никитич Кугультинов, поэтому... Ларин Аранович, хотелось бы, но ваше веское слово журналистское где-то вставить вот этого народного писателя, который даст возможность знать, кто такие калмыцкий народ в своих произведениях, чтобы его не забывали. Спасибо. Спасибо вам. Желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо большое, Лариса Намсараевна. Спасибо за то, что вы поддержали. Вот даже по интонации, по голосу видно, где светлый человек. Да. Да? Вот да. Им приятно слушать даже. Прям вот пусть уже в возрасте и все, да, когда люди говорят, ну, даже вот приятно слушать на слух, что бы ни говорил человек. Даже вот это так, даже вот сразу чувствуешь, а когда Шумта звонит, ну там уже сразу уже перед звонком уже начинается это какой-то, воздух сотрясания. Да. Ну, я тоже хочу присоединиться к словам Ларисы Намсараевны и тоже призвать все-таки, буряты, мы очень гостеприимный народ, к нам приехал наш брат Калмык, давайте не забывать о законах гостеприимства. И вот мы хотим продолжить с нашим вот гостем, как раз он сказал то... Да, еще один звонок в прямом эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Сэмбэна. Сэмбэна. Я хотел бы... Меня зовут Жагал.
я хотел бы вот с Лари Нарановичем поговорить. Пожалуйста. Можно? Ага. Здравствуйте, Лари Наранович. Здрасте. Я вот каждый день слушаю вас, мне очень приятно вас слушать. Вы такой интеллигентный, очень написанный, много знающий человек. Просто вас очень приятно слушать. Много я почерпнул для себя из истории Калмыкии. И вообще я интересуюсь Калмыкией. Я постоянно в интернете какие-то вот Спасибо вещи большое. читаю. Мне очень интересно вот по нашему братскому народу, вот Калмыкии, да, вот очень интересно. И что я вот хотел бы пожелать, да, можно, я скажу вот в прямом эфире, вот вы к нам почему-то очень мало или вообще даже практически не приезжаете с гастролями разными там и так далее. И наши вот почему-то тоже вот Байкал, скажем, да, вот оперный театр почему-то тоже в Калмыкии. А почему интересно так? Мне было бы интересно вот так вот, всем было бы интересно вот, с вами общаться очень. Я так думаю. Я очень хочу с вами общаться. Это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Кстати, мы об этом тоже часто думаем. Я вот, допустим, вашего директора кукольного театра знаменитого Ульгера, да, тоже говорю, почему вы рядом в Осетии были, а к нам не заехали, да? А оказывается, у них программа такая, им же деньги выделяет Москва, и они Федеральный центр, большие гастроли. И они вот определяют маршрут, да? Вот, ну, вот пару лет назад у нас был вот... Театр бурятской драмы. Бурдрам был у нас, да. Калмыцкий театр приезжал к нам. Да, но там тоже по федеральной программе. Но вопрос правильный. Почему? Потому что почему мы вот из-за нашей бедности, нищеты, да, мы постоянно вот смотрим на Москву. Дадут нам деньги, приедем в Калмыкию или в Улан-Удэ, не дадут, не поедем, да. Мы как-то должны все-таки действительно выходить из положения. Ну, для этого, мне кажется, нужно. Я думаю, что со стороны Бурятии все-таки вопрос легче, потому что все-таки какая бы ни была, но Бурятия, она на несколько ступенечек выше стоит Калмыкии в экономическом плане, да. У нас вообще положение очень серьезное. А даже взять вот наши концерты, которые были в марте, это небо и земля, да, потому что у нас финансов не хватает. Я еще думаю, что в Калмыкии, в первую очередь, должно быть государственное мышление у руководителей, да, которые могут смотреть не только на Москву с открытым ртом, они должны еще вокруг себя озираться не только на соседей, а смотреть еще на братские республики, Туву, Бурятию. И находить какие-то, ну, хотя бы раз в год или там в 2 года послать кого-то, какие-то коллективы к нам, не просто там самодеятельно, серьезные. Мы, конечно, очень ждем ваш Байкал, да, знаменитый. Мы, конечно, наши зрители с удовольствием посмотрят оперу или балет в исполнении вашего театра. Мы, естественно, хотим, чтобы там, ну, почаще к нам приезжали. Но мы не только мы должны говорить о культурном обмене. Мы должны подумать об экономических связях очень серьезных, совместных проектах каких-то. Я понимаю, что там через Москву тяжело пройти, но надо как-то это уметь. Я же рассказывал про генерала Городовикова, да, который вот руководил республикой в советское время. Он к Брежневу заходил и делал, как-то выбивал эти дела. Если, я думаю, нормальное руководство вот в Калмыкии было бы, да, они могли бы скооперироваться там с бурятскими. И, боюсь, у них это... желания нет. Но это скооперироваться и вот какие-то проекты вместе придумать, да? Там, ну, это, в принципе, это да, это можно осуществить. И вопрос, спасибо за вопрос, да, мы об этом долго думали. И я очень надеюсь, что сейчас вот новая эра подходит. Новая эра, вот в связи с этим, вот сегодня, в этом же году начался вот с конца мая уже новый фактически период, новая цикл, да, вот 12-летний, вообще новая эра началась. Я очень надеюсь, что она будет лучше, как астрологи говорят, и у нас будет уже получаться более тесное сотрудничество, в общем. А даже вот то, что я сейчас здесь оказался на Бурятском радио, я ведь тоже и раньше давал интервью. И Информполису 2 года назад расширенное интервью дал, там, по-моему, в 6 номерах тоже вышло, да? Да, цикл большой. Азия Раша тоже там много моих материалов, да? И вот сейчас я оказался здесь, кстати, вот меня еще одна газета попросила дать интервью, да, вчера. И я в Монголии очень много моих интервью есть, да? Ну, в общем, такая активность была, но вот как вот сейчас вот я чувствую, как вот находясь здесь на Бурят ФМ, я
вот такого не чувствовал раньше. Прямо сейчас какое-то более такое основательное, что-то такое, у тебя прям внутреннее ощущение. И что у меня есть такая уверенность, что что-то получится вот в будущем, да, какие-то. Это первые шаги. И вот такие звонки, как ваш, они очень нас как бы взбадривают, да, потому что все-таки мы видим, что большинство населения это адекватные люди, которые стремятся к объединению, в том числе и у нас. И спасибо вам за вопрос, да, очень хороший. Мы будем на эту тему работать. Жаргал, спасибо вам. Я дополню с разрешения Лария Нарановича ответ. Я ездила как раз с театром бурятской драмы в Калмыкию, в Элисту, и вот Лария Наранович очень гостеприимно нас принимал. И действительно, вот, дорогие наши радиослушатели, мы ни разу не слышали в свой адрес, вот вы, буряты, тут приехали, ведете себя к гости, и вот сейчас мне просто стыдно вот слышать вот такие слова от наших слушателей. Что касается вот этих гастрольных поездок, вы представьте, мы летели в Москву, вот целая труппа, представьте, театра, да, это около 50 человек летело. Потом из Москвы в Волгоград, и из Волгограда на автобусах нас довезли до Калмыкии. Вы представляете, сколько это денег? Если бы федеральный центр не создал программу «Большие бы гастроли», по которой к нам приезжал Калмыцкий театр, и вот в ответ поехал Бурятский театр драмы, вы же понимаете, что это не под силу бюджету нашего театра. Алло. Да, конечно. Поэтому надо выходить из положения в будущем. Но это, конечно, я не сторонник того, чтобы сидеть просто и вот вздыхать, да. Надо что-то, конечно, придумывать, делать и что-то, да. Но я думаю, мысли придут, обстоятельства сложатся в нашу сторону, наши буддийские секьюсные нам помогут по-любому. Да, и надеюсь, что Алексей Тамбуевич тоже слышит. Конечно. Я думаю, тоже слышит. Вы знаете, что когда мы недавно Цагансар в Москве проводили, Алексей Самбуевич пригласил главу Калмыкии, и ансамбль «Тюльпан», он украсил просто наш концерт «Цагансар» в Кремле. Алло. Спасибо. Да, спасибо вам за звонок. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, очень приятно с вами было поговорить. Спасибо, Жарко. Да, вот я еще хотел... Спасибо вам. Приезжайте еще к нам. Да, я часто. Ну, я еще хотел бы дополнить. Вот я еще как-то в одной из передач говорил, да, когда, помните, водителя бурята, да, наши гаишники увидели 03 номера. Ничего себе, ты что? Они сюда приехал на машине, взяли его, повезли, накормили наши гаишники. Вот администратор или кто она, женщина, забыла фамилию, она из Союза художников Бурятии, да, она тоже рассказывала, что бесплатно ей там кофе давали, да. Вот такое у нас отношение к бурятам. И вы никогда там не услышите, что вы тут гость, какие-то свои полномочия. Ну, это очень некрасиво очень. Да. Алло. Здравствуйте. Сэмвано. Мэнде, Туяна. Мэнде. Здравствуйте, Ларий Наранович. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Хочу вам огромную благодарность за то, что вы приезжаете к нам. И хочу, чтобы вы почаще выступали у нас в Бурят ФМ. Это нужно для будущего нашей молодежи, бурятской, калмыцкой, чтобы наша молодежь знала свои корни. И очень я вам благодарна, что вы столько своих на это. И большой привет хочу передать братскому Улан Залата Хальмагутта. О, Байлав. И еще я хочу сказать, что я всегда с большим интересом вас слушаю, всегда смотрю новости о братской Калмыкии. И всегда говорила и буду говорить, что калмыки, Хальмагут, это самые близкие для бурят народ, ближе монголов. Вот что я хочу вам сказать. Спасибо. И еще раз огромное вам спасибо. Спасибо. Почаще, пожалуйста, приезжайте к нам, выступайте. Спасибо. Перед нашей молодежью. Байрла. Спасибо. Ну, я вот считаю, что выражение вот монголы и мы, да, это неправильное выражение, потому что мы все монголы, потому что даже национальности монгол не было никогда. Даже в советское время в монгольском паспорте, в монгольской республике, в графе национальность писали там бурят, турут, дырют там и прочее, и халх. Ну, вчера мы говорили, что Бурят-Монгольская республика у нас была. Да. Еще один звонок примем. Сегодня просто день обратной связи, Ларий Наранович. Алло. Ларий Наранович.
Ага, Туина Доржиевна. Я Владимировна, спасибо вам. Угу. Ага, с праздником сегодня, большой праздник вас у нас. также. Ага, Эндерор. И я очень рада услышать Ларина Рамовича. Я вот так вот 3 программы прослушала. Вот сейчас я с такой обидой, мне очень стыдно за человека, который вот звонил к вам. Я имя, отчество его не записала. Алексей Данилович. Да, вот простите, пожалуйста. Вот у нас, у бурятского народа, к сожалению, есть вот такое вот свойство. Не поддерживать друг друга. Я вот сама с Иркутской области, Манского, как говорится, там менталитет. Ну, деда репрессировали. Вот, его в 1937 году. И вот такая связь утеряна. Мама была одна. Вот, ни тети, ни дяди у нас не осталось. Вот, поэтому я немножечко вот это понимаю. Вот, ну, очень возмущена. Я вас поддерживаю, благодарю вас за то, что вы приехали, Ларин Аранович. Спасибо большое. Дай Бог вам всего доброго. Ага, Бурядар. Болтаге, пусть все будет у вас хорошо. Хан Улыбка, или как, вот я по-бурятски, ага. Плохо знаю, мне 70 лет, я в городе выросла. Вот. Ну вот книгу я не записала. Какую книгу вы написали, чтобы ее как-то или по интернету прочитать, или купить? 13 чакр, рассказы начинающего буддиста. А, вот, все. Спасибо. Угу. Ну, всего доброго вам. Спасибо, Дай Бог вам, спасибо ага. за пожелания. Спасибо большое. Пусть у вас вернется вас все. Обидели, что... Нет, ага. ни в коем случае. Всё, Я не, нет, буддисты не могут обижаться в такой день. Знаете почему? По одной причине. Я вообще ему очень премного благодарен, потому что по-буддийски считается, что ламы говорят, если при вашей практике они не появляются, не пытаются вас вывести на гнев, то значит, возможно, вы идете не той дорогой. Наоборот, когда они появляются, пытаются в такой день вывести на гнев, значит, это будет знак того, что мы идем правильной дорогой. Поэтому я ему очень благодарен за то, что эти люди показывают нам правильный путь. Да. Угу. Это мнение просто, но оно не общее мнение. Да, я знаю. Личное. Вот мы на Калачакре бываем часто, вот 3 раза нам читали, мы посещаем, мы последний раз летом были. Это мощное, конечно, это мощное учение тантрическое, поэтому вот да. В Калмыкии там очень много паломников приезжало, мы подружились с женщиной, обменялись телефонами. Вот она тоже приезжает вот из Калмыкии, приехала сюда на Калачакру. Вот слушали все дни. Угу. Спасибо. Ну, благодарю вас за внимание. Ага, Байрла. Пусть все будет хорошо у вас. Болтаге. Да, я думаю, что мы сейчас можем, Ларин Аранович, всем слушателям, которые вас благодарят, поставить в благодарность песню калмыцкую, да? После которой мы продолжим наш эфир. Да, песня прозвучит джунгары, да? А я хочу сразу сказать, вот просто когда будете слушать эту песню, особенно те, кто взял на вооружение вот этот лживый постулат о том, что буддизм сделал кого-то слабыми, я еще раз напомню, что с 17 века у айратов не было шаманов, была только одна религия – буддизм. И благодаря буддизму мы создали 3 государства, да, и которые играли очень большую роль в Центральной Азии. И вот эта Джунгария, это очень мощное государство, было самое воинственное до сих пор. Возможно, мало кто его может по воинственности превзойти, да. И это было государство буддийское, которое было создано с помощью буддийского духовенства, кстати. И когда будете слушать эту песню, подумайте о том, что буддизм — это не религия слабых. И никакого отношения к ослаблению кого-то она не имеет. Потом я, кстати, про Шри-Ланку расскажу. Спасибо. Тетивою согнут. Песня по
Колесо времени. Ларин Аранович, очень жесткая песня «Хальмагут Уралан», «Калмыки вперед». Да, ну это вот, видите, песня о джунгарах, действительно их все боялись тогда. В Центральной Азии даже вот огромный Китай боялся. Еще раз напомню, это было буддийское, оно было создано как на основе с помощью буддийского духовенства, так же, как и калмыцкое ханство, так же, как тем более хашутское в Тибете. И поэтому все разговоры уже пора прекратить, уже надоело слово о том, что буддийское это слабое без дела. Никого не сделал, там все сильные в буддизме, и калмыки это доказывают. Пусть кто-то там считает, что мы там выпендриваемся или что, но это факт. Это факт, от него никуда не деться, да. И я думаю, что все разговоры по поводу слабости буддизма надо прекращать ради своего же будущего. Кто не хочет буддизм идти, никто не зовет. Кто посчитает нужным, придет по карме и все. Хватит нас кусать. Хватит. Это уже несерьезно, некрасиво. Я что хотел сказать по поводу того, что многие думают, что вот буддизм, почему так думают? Они думают, что вот все такие... У нас нет принципа второй щеки в буддизме. Нету. Как вот в христианстве, допустим, ударили по правой, поставили левую. Нет у нас такого. У нас Далай-лама сказал на учениях в 2015 году, я это лично слышал, если мы не пытаемся остановить зло, тем мы нарушаем буддийские обеты. То есть, если ты взял буддийские обеты, ты уже не должен убегать и должен любое зло остановить. Даже если 18 человек будет одного убивать, ты должен за него вступиться. Да. Давайте примем звонок в прямом эфире. Алло, Амар Сен. Алло, Сен Бенна. Сен. Я бабушка старая, меня зовут Вера Ишеевна. Ага, Вера Ишеевна, радио можете выключить. Одна бабушка, калмычка, была сослана в Колыму. И вот один бурят, молодой лама, встретиться с ней, и бабушка рассказывала, что когда ссылали, она ничего ни из дома не могла взять, только взяла одну сутру даже за 2. Панскому ават гаравиже. Алмазная сутра, да. Даже одном ее авадява терлам шижвагавгехан Калмада тоже на 20 лет был сослан бурят молодой. И он, как рассказывал про Колыму, говорит, разговоры почти наши, только они очень быстро говорят. Про калмыков, ага. И сейчас, когда вы рассказываете все эти дни, я слушаю вас и со слезами думаю, и всей душой желаю нашим, вы настоящие наши паджерные братья и сестры. Пожалуйста, приезжайте нам и давайте новые умы нашему народу. Пожалуйста, приезжайте. Спасибо вам большое. Все. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, Барил Джанав. Да, действительно, вот наши калмыки, когда в Сибири, вот многие вспоминают, что брали с собой, полчаса на сборы давали. Первым делом брали с собой святыни буддийские. Если женщина взяла Джурджи-2, это для нее было лучше. Вот наш настрой нашего народа, да, вот что для нас буддизм. И когда кто-то начинает буддизм оскорблять, из бурят, допустим, да, говорить, это фактически оскорбляет калмыцкий народ. Вы должны это понять. Не надо буддизм трогать. Этим самым вы оскорбляете память наших погибших в Сибири, да. Ведь очень много находили калмыков в Сибири в морге, когда от голода умирал, и в морге разворачивали, а у него вокруг тела танка, допустим, ногандерке, да. То есть человек, который сохранил на себе танку, чтобы ее не увидеть, там лагеря могли быть, а умирал от голода, он ничего себе не продавал, ничего делал. То есть вот для чего, вот надо понять, что для калмыка буддизм, да, это наша опора. Мы такие репрессии прошли, что мало кому там такой на долю доставалось. Да, и благодаря буддизму мы выдержали, благодаря ему мы сейчас держимся. И, уважаемые наши братья бурятские, когда вы что-то хотите против буддизма сказать, вы подумайте, что в этот момент вы плюете в лицо своим братьям-калмыкам. Вот это надо понять. Ладно, если вы своих братьев другой веры не уважаете, да, бурят, да, нас-то, пожалуйста, если вы считаете нас братьями, да, уважайте. Если не хотите уважать, тогда не называйте нас братьями. Вот что я хотел сказать. Этой бабушке огромное спасибо за то, что она вот это напомнила. Ведь у нас недавно вернули, несколько лет назад, танку «Зеленую тару» именно вот таким образом. Ее еврей-врач нашел на мертвом в Сибири калмыке.
развернул ее, на нем было. Он ее сохранил, и потом через какое-то время привезли, вот несколько лет назад нашему музею отдали, да. Вот такие вещи были. Вот тоже история про то, как бурятки вот кидали, да, эти... Из поезда да. Выселяли, ну, на смерть ехали женщины и кидали, сохрани эти буддийские танки, да, мы там умрем, сохрани. То есть наш народ, в первую очередь, думал вот о своей религии. Вот этим мы и крепки были. Поэтому, пожалуйста, братья буряты, перестаньте наезжать на буддизм. Этим самым вы наезжаете на калмыков. Угу. Ну, я думаю, вот звонила Вера Аюшевна, она рассказывала про ламу. Я думаю, что, скорее всего, она говорила о бывшем Хамбаламе, очень известный Мунку Цыбиков. Он на Колыме действительно около 20 лет провел. Был прекрасный имчи-лама, лечил вот начальника лагеря. И вот я-то его помню уже очень седой, убеленный возрастом дедушка, 80 с чем-то лет. А между тем на Колыме он был очень жестким человеком. Он очень жестко держал вот там бурят, ну, возможно, калмыков, которые там были. Он не позволял, чтобы они выглядели слабо. То есть он держал в них дух. Ну, понимаете, всегда вот в такие моменты очень многие ламы попадали ведь не просто так, да, они серьезно, они чьи-то перерожденцы, очень серьезного уровня. И зная, что вот эти времена настанут, да, они вот перерождались, чтобы именно поддержать дух этих своих единоверцев в этой серьезной ситуации, да. Они попадали в эти лагеря не случайно тоже. Они по карме попадали, чтобы они должны были оказаться в тот момент, чтобы дух своих соплеменников поддерживать. Угу. Потому что я в этом полностью уверен, да. Это бодхисаттвы, которые могут, это нам их не понять, они такого уровня, они могут перерождаться даже в аду ради человека. И там мучиться ради какого-то человека, да. И это высочайшего уровня просто духовники, да. И если он переродился в то время и попал в лагерь и поддерживал своих земляков, значит, он умышленно туда пошел. Это бодхисаттва, который должен был эту жизнь прожить вот так. А после этой жизни он мог спокойно уже стать Буддой, потому что он такие жертвы принес с собой, да. И поэтому я вот на них смотрю с таким восхищением, да. Вот у нас был, историю такую расскажу. Когда Далай-лама приехал в 92 году, у нас это известная история. Пришел Гелюн, который в лагерях отсидел, да, к Далай-ламе. И он сначала как-то с неуважением взял специально сигарету в зубы, и так себя повел, да, люди не поймут, Далай-лама же. А он на него так смотрит, и Далай-лама на него тоже смотрит. А потом вот через какое-то время Далай-лама что-то говорил, ему через какое-то время этот Гелюн какой-то текст неизвестной молитвы произнес. Далай-лама, говорит, так, изумился и окончил ее. И тогда этот Гелюн калмык, который из лагерей, сидевший в советское время, он признал его. Оказывается, в их хуруле когда-то говорили, что очень могут прийти какие-то учителя. Да, тоже Далай-лама может быть не тот. И настоящий Далай-лама может только он знать вот это окончание этой молитвы. И когда он ему сказал, Далай-лама ответил, вот он его признал. А так он специально взял сигарету, там, показать, что он там никто. Значит, то есть, и тогда этот Гелюн сказал: теперь я могу спокойно умирать. Почему? Потому что он понял, что настоящий Далай-лама жив, значит, все будет хорошо. Я хочу здесь задать вопрос, который поступил к нам по Вайберу и по Телеграму. Наша слушатель Надежда, она задала вопрос про коллективное чтение. Помните, вот вы рассказывали, что в период депортации вот такая традиция есть у калмыков. Без ламы они вот садятся, коллективно читают. Ну, на самом деле, у бурят она тоже есть. Маанюнши, так говорят. Допустим, вот даже есть... Вроде в советское время выросли, но есть традиция, там выпуск школы 76-го, например, читает 3 дня Мани, Хурал, да, проводят. Вот спрашивает наша слушатель Надежда, как нам, Сангарил называется, да, как вот нам такие коллективные чтения у бурят сделать, как бы, такой традицией. Я думаю, что это, в принципе, не сложно, да? Дело в том, что почему у нас традиция пошла, я уже говорил, да, когда после репрессий всех, когда в Сибири тайне собирались, друг друга поддерживали молитвами, тогда откуда ламы были? Они все репрессивными были.
Конечно, они сами читали. Сейчас эти традиции у нас продолжаются. Допустим, вот в первый день Урсара у нас, в этом году, конечно, нет из-за пандемии этой. А вообще каждый год там собирались, допустим, в первый день Урсара собираются и читают сами, без ламы, там в центральном хуруле, перед Цагансаром. Вот в ночь перед Цагансаром, допустим, да, у нас читают сами миряне. У нас сидит очень опытный лама, наблюдает со стороны, если что, там где-то что-то подправить. Там. Но в основном все сами. Вот это и есть традиция начитки самим. То есть наши уже научились так читать, что уже как бы им еще немножко потренироваться, и уже не как вот как ламы будут читать. Ну, очень здорово. Но в основном это те, кто члены клуба, центров буддийских. Да, они вот умеют читать, они знают. А народ просто приходит, рядом сидит, им продают листы, они начинают читать вместе со всеми. Вот это и называется коллективная читка, да, молитва, потому что она вот действительно дает чувство локтя, чувство, вот если мы почитали, мы уже важные братья и сестры. Мы уже не имеем права друг другу что-то плохое сказать. Звонок в прямом эфире. А как сделать для бурят, я думаю, тут буддийский центр есть, они могут объявления давать, сами читать, но другие люди, кто желает подходить, я думаю, со временем поймут, как это здорово, как это помогает, начитка помогает вообще в быту убирать препятствия, в том числе и в бизнесе и прочем. Да когда это все увидят сами, люди пойдут. Алло, слушаем вас. Алло, Сэмбэна. Я хочу уточнить, опять Вера Ишеевна, вы слушайте меня. Да. Вот 20-летний лама был из Тункинского района, фамилия Сембелов, Лавсан-Базар. Он 20 лет на каторге был в Колыме. И он очень восхищался. При поездке бабушка успела схватить только одну сутру, и все. Даже еду не было. Да, мы поняли, вот Вера Ишеевна. Это вот такие, честь и хвала таким вот ламам, которые такие лагеря прошли, еще других поддерживали. И приехал он в Тункинском районе, нам молодым рассказывал, как он страшно жил в этом Колыме. Да. Ага. Вера Ишеевна, вы хангодар? Я не хангодар, из Тункинского района я. И А, все, поняла. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. Желаю удачи большой. Вам также долгих лет жизни, здоровья, чтобы у вас все было хорошо, и дети, и внуки, и земля ваша, и все у вас было процветающе. Очень приятно. Слушайте нас дальше, Вера Ишеевна. Ну, а мы продолжаем нашу передачу. Вот мы ответили на вопрос нашего слушателя, который она задала в Вайбер и в Телеграм, о коллективных читках. Ну, я могу добавить, что, допустим, я вот помню, что до сих пор в селах, если человек, допустим, умирает, то старшее поколение села собирается на сангарилы и без ламы читают. Знаете, я не хочу хвалиться, но все-таки я вчера позвонил своему другу, тоже мирянин, буддист, очень серьезный буддист, да, даже среди мирян бывают такие буддисты, которые даже посерьезнее многих лам будут. Меня Арабатор его зовут. Я ему позвонил вчера, говорю, слушай, я вот завтра у меня эфир по буддийски, я все-таки расскажу эту историю. Мы вообще договорились вообще об этом не говорить, но я расскажу эту историю. Может быть, звонок немножко подождет или как? Может, лучше звонок принять? Давайте. Да. Давайте примем. Алло, Сэмбэна. Ага, Сэмбэна. Юнга Лария Натанович, ямар ой ойсуптыг насричит харжваны, да? Прямой эфир, Тима. Ага. Сега би дабацу юндунова бортраме, ха. Минуттура паяна Владимировна. Ага, Сэмбэна дабацу юн. Сэмбэна минде. Минде. Тэр Соктаева гутита бурят театрте гастроль да халимага. Тэр намай их югай хула гхдгу мане на халбаг на худе амдан худе тэр юнтне хорум гнамте тасмане хер. Хорумне потенго домда их гой зам дорте сактарна. Тэр орхда юнин гай хула гхдгу намай тэр үндү дэвсэн тасаа хугазар хёр тэр готла тэлад
хырыя хормого için хормая угны хылтыр юң ради хандагы манайхин тимин баха на халмагын худхонгы я атхбага тигез те муна уйдум дорлемна кукита манда хындырнута юма хабна хабти холын харыпада тигетер хормая угны нахна тигетер намду дырмнахи окта жабанга хынре ю намды ихы гайхылтырга ямрары юң хиланга элиг хоротрлы хорулданга юм болон кайсыныр хорхыт угу бухне ошо хорит гжвен хыннеди тигер уртра оя да хорулден харадлыга хадерне шо алгы угна ихы хонюмага намды биде талгыты хунуды жамат хадыр талгы хут бахыл орын юте да гайматтансты тер талгы ягамны жегисте журы хугутты хвага хамде трени хамер Мане андын копирлы жужукшет хо кудоти мазда. Кхды копи орос хюнг ажулын хатам махе синхронный перевод бурятар такой ордут бурятут залошол переводил тигет мане худот артистна тогат клен. О, ё синхрон бар хойл кна их байрлан. Тигет мундан таньесы хдан жолгода шаган жвада их ханим бен хди шаган жвен револтер рентер повторен хаштатер болдык. Егер санда мане ятыр хандык намды тыксатлы егер ол вайгыз гесенеп нот ги хахын хангудер хандыгыш охи буда зама машалатлы хахын ябылды хамтыда тейти хикмеди Болтаге, ага. Тан хулисорот би моно аршул хавязего манелчинда. Не все вы поняли, Ларина Ранович? Я просто понял, что кто там говорил, что калмыки быстро говорят. Да. Нет, это говорила еще Вера Аишевна, когда этого звонила, что Лама говорила, что это наши братья говорят почти одинаково, только чуть быстро. Быстрее. Я говорю, сейчас я послушал, думаю, что калмыки тоже? Да, не только калмыки быстро говорят. Нет, это на самом деле звонила наша известная артистка театра бурятской драмы Дабацу Индунова, она с нами ездила в Элисту. В Элисту, ага. И вот она просто вспоминала, как ее поразил ваш хуру, вот этот. И ей очень понравилось, что там снимали обувь, да, потом женщины, которые в брюках, и их просили вот накинуть платок, да, ну, по-бурятски называется хормаэте, как бы в цистево, да, и вот она говорит, и там давали долга, когда мы выходили, она говорит, что это долга, она привезла сюда в Улан-Удэ, бережно привезла, распространила родственникам, детям, да, и вот тоже она предлагает, чтобы такие вот традиции здесь у нас в Бурятии ввели. Но у вас тяжелее, у вас климат, да, у вас не можно, у нас там ковры, допустим, там заходишь, и ковры, там тепло. А второй момент по поводу вот брюк, да, наверное, и наверное, да, надо все-таки что-то там, какие-то накидки одевать, конечно. Потому что это не, храму вы ничего не сделаете, вы себе плохо делаете. Да, почему? Да. Потому что если есть какие-то правила, они не просто так придуманы, они взяты не с потолка, они для чего-то какие-то есть. Почему? Потому что, допустим, женщина не должна показывать свои телеса, да, там свои красивые там фигуры и прочее, да, в храме, потому что чтобы не отвлекать представителей противобожного пола от того, что они пришли вот в храм для чего-то, да. А естественно они отвлекают. Некоторые женщины говорят, ну пусть не отвлекается, но не каждый такого серьезного высокого духовного уровня, чтобы не отвлекаться, да. Поэтому и келенцы накапливают вот эти неблагие заслуги. Тот, который отвлекся на женщину, посмотрел с вожделением, и женщина в 2-3 раза больше получает за это, еще хуже получает. Вот из-за этого, ну, в храме нужно постараться не красоваться, то есть, ну, не показывать себя. Это не то место, где нужно понравиться там представителям противоположного пола. Но надо, естественно, приходить в чистом виде, все как положено. И по поводу вот как по-бурятски вы сказали? Долга? Да, долга. У нас это как... Я заметил, у вас приходят со своим, открывают и уходят, да? На мыле у нас нет. У нас это называется практика даяния. У нас приносят пакеты и оставляют на время молитвы. После молитвы волонтеры распределяют ее и раздают людям. То есть то, что остается, там везут пакетами там Стардом или что. То есть человек, который принес это, он все равно получит в какой-то мере, но он не принес не для себя, он принес для других, вот этим самым он бын накапливает. И когда его продукты отвозят там старикам или каким-то бедным, да, там бедным раздают,
неимущим, он очень серьезно будет накапливать человек, да, поэтому вот мы несем туда, допустим, в пятницу, во время, когда у нас молебен за ушедших, очень многие приносят там молоко, там сладости и прочие, там фрукты. В большие праздники все это собирается, и всем людям раздается, большое количество. Но в основном это везут вот тем нуждающимся. И немножко волонтерам достается, которые помогают, потому что без волонтеров там невозможно просто. Вот такие у нас традиции, да, и поэтому, конечно, у каждого свои традиции, но у нас вот такие, у нас уже знают, что ты взял, принес и отдал, и все, и забудь. Ты принес для кого-то. Да, действительно, очень хорошая традиция. Вы правы, и вот наша артистка, известная Дабацу Индунова, права. Но вот что хочу я сказать, говоря о том, что женщины в брюках, на самом деле сейчас предупреждают ламы, что когда вы приходите в Дацан, особенно если вы буддистка, пришли на молебен, да, обязательно хорметы хопсум дыха, это, Да, дело в том, что я спросил одного нашего ламу, говорю, да мне как-то все равно, в чем они, да, женщины, да, потому что, он, видим, такого уровня, когда он уже не замечает. Я говорю, это же для них самих тоже плохо, да. Бывают такие случаи, когда вот у нас, допустим, есть такая танка, я не буду говорить, чья она, но там изображение совсем другое, там тантрическое изображение, да. Как-то ее выставили в музее, там, в музее у нас там есть в Фуруле, да, видели. Вот в этом музее попросили лам выставить. Ламы говорят, не надо ее выставлять. Попросили просто вот в закрытом виде. А на тантрической ее нельзя показывать. Просто там вот выставить. Выставили. Возле этой танки в музее женщины падали в обморок. Последняя, когда женщина с 2 детьми упала, опять в запаснике ее отнесли. Я ее видел, открывал, да? Она чисто мужская. То есть мужчина там хорошо себя чувствует, подзаряжается энергией, там, да, многие даже, кто ее увидел, просят еще раз к ней подойти. А женщины падали в обморок. То есть это говорит о том, что мужская и женская энергетика, они разные. Да. И поэтому, для тех, кто считает себя эмансипированными женщинами, что бы вы ни думали, как бы вы ни хотели, но энергетики разные. И в храме, в буддийском, это очень сильно сказывается. Поэтому там есть разделительные какие-то. Вас же не делят вправо-влево. Но вам просят, допустим, вот такие-то для женщин, такие-то для мужчин правила, да? Поэтому храму вы ничего не сделаете, вы только себе можете сделать плохо. Кстати, я хотел как-то женщина попросила, пожелала мне, чтобы там, дай Бог, кто ее просит, да? Я сразу хочу, я давно говорю, что всем, да, если мы считаем себя буддистами, мы должны вот эти пришедшие в наш лексикон эти выражения, дай Бог, Бог с ним, слава Богу, Боже мой. Да, Боже мой, надо убирать. Почему? Потому что в буддизме Бога-творца нет. Основа буддизма – причинно-следственная связь, карма. Карма в переводе с санскрита означает действие. Вот какие мы действия совершаем, вот такие нас и ждут, как по современному, ответки в будущем. И там очень много написано в учениях, что бывает, когда человек убил, что бывает потом, когда... это все в учениях написано. Поэтому, когда человек изучает буддизм, а буддизм это обряды, это 5% всего, да, если не меньше, основное все это учение. Почему? Потому что в буддизме отсутствует, отрицается слепая вера. В буддизме все основано на знаниях. Вот отсюда, почему у буддийских народов, в том числе у айратов, когда после принятия буддизма, сразу ввели обязательное образование для мальчиков. Почему? Потому что, чтобы изучать это отсутствие слепой веры, подразумевает, чтобы вы изучали религию. Да? Там слепая вера не нужна в буддизме, только изучение. А чтобы его изучать, надо читать тексты. А чтобы читать тексты, надо быть грамотным. Вот поэтому ввели обязательное образование для мальчиков. Да? И я всегда этим хвалился. Почему? Потому что я всегда говорил, у нас фактически с 17 века обязательное образование для мальчиков. У многих европейских народов только через несколько сотен лет оно появилось. Они считают себя цивилизованными. А мы уже имели, и буряты здесь имели, те, кто были буддистами, грамоте учились при дацанах, тоже задолго до того, как вот другие приняли вообще обязательное образование, да? А не буддийские все, те, кто не буддисты, они получили образование тоже вот от пришлых. Только лишь, а мы уже раньше имели. Вот и все преимущество буддизма. И еще раз хочу повторить, никого я никуда не зову. Если кого-то бесит то, что я в день рождения Будды опять говорю о буддизме, но это ваши проблемы. Вам чиститься надо. А нормальные, адекватные люди, они сейчас воспринимают и говорят, вот что-то, давайте вот вспомним, да?
Это неопровержимые факты. Основа буддизма – это шуньята, закон о пустоте. Это та же квантовая физика. То есть сейчас современная наука с открытием квантовой физики официально признала правоту буддизма, то, что буддизм на 2500 лет опережает современную науку. Это официально. Сейчас очень многие ученые идут в буддизм, чтобы не для того, чтобы быть буддистами, а для того, чтобы лучше изучить свою науку. Сейчас в 200 британских школах ввели медитацию по-буддистски. В канадской полиции ввели медитацию по-буддистски. Там специальные монахи, да, тхировадинские. В американской армии вводят медитацию. Это после того случая, когда вот эти маленькие дети тайские в пещеры задуманные попали, да, и когда британские спасатели их нашли после 9 суток или сколько, думали, они там вообще в панике, они сидят спокойно в медитации, в темной пещере, и 13-летние пацаны. Их, оказывается, научил их физрук, который рос в монастыре. И они поняли, что это что-то в этом есть, и это же контроль ума. А что такое контроль ума? Контроль ума, это значит, почему в войсках вводят, да? В бою ты, значит, не будешь паниковать. В полиции вводят, да, в сложных ситуациях ты не будешь паниковать. В британские школы вводят то же самое. Они посмотрели, как тайские дети себя вели, да, в очень серьезной опасной ситуации. Они тоже ввели, потому что они быстро реагируют на такие. А у нас находятся люди, которые хают буддизм, потому что это от отсутствия информации, это от малограмотности, я бы так сказал. Он может иметь 3 образования высших, но при этом он, что касается буддийской темы, он абсолютно может быть безграмотным, да? И поэтому я еще раз говорю, буддизм дает какие-то преимущества. Если кому-то не нравится, что я это говорю, ну, извините, это везде сейчас пишут, и тогда выключите интернет, тогда вы выключите там телевизор и прочее. Слушайте радио. Не слушайте, выбросите смартфон. Это везде говорят сейчас о буддизме. Уже 1 миллион русских буддистов в России, ребята. И, кстати, я не буду говорить религию, но при всей... Вот за последние годы, не знаю, сколько там лет, буддизм никого никуда не зовет, никаких денег не дает за то, чтобы... Вот видите, как у людей, да, мышление, да, деньги дал, чтобы попасть на радио, да? Буддизм вообще никто никакие деньги не дает, чтобы там что-то куда-то, кого-то позвать или что. 1 миллион русских буддистов. Другая религия, которая очень активно работает и деньги дает за то, чтобы переходили, да? За то же время 10 тысяч туда русских ушло только. Буддизм никуда не зовет, 1 миллион пришло. То есть это факт. Это факт уже все знают, да? И когда вы что-то хотите сказать плохое про буддизм, откройте просто YouTube и наберите «Квантовая физика и буддизм. Точки соприкосновения». Там прекрасный англоязычный фильм, но с переводом на русский. Прекрасно все сказано о квантовой физике и как это все... как она является основой буддизма, да? Если вы выступаете против буддизма, значит, вы выступаете против современной науки. Ну, тогда идите опять в юрту, ленд-крузер свой отдайте соседу, пересаживайтесь на лошадь, выбрасывайте смартфон и все, и отказывайтесь от всего. А то, значит, буддизм вы хаете, а от того, что он дал, в принципе, человечеству, вы не отказываетесь от этих, от смартфонов и прочих, да? Поэтому как-то я думаю, что те, кто адекватные люди, которые будут получать вот эту информацию, они будут задумываться. Но это не для адекватных. Они все равно будут, вот, рожки выросли, они уже никуда не денутся. Они будут до конца, до того, как попадут в воды, они будут противостоять буддизму, пытаться, по крайней мере. Ну, это бесполезно. Это все равно, что с рогаткой против танка. И еще момент такой по поводу водов. В буддизме есть 8 холодных и 8 горячих ходов. То есть на выбор, да, за ваше поведение. И неблагие перерождения, да, в 6 мирах. И эти все 6 миров, я думаю, вы можете найти в интернете, да, но один из этих 6 миров, мир людей, это очень сложно переродиться в нем, по-буддийски считается. Поэтому надо следить за каждым словом, за каждым действием. Если не хотите переродиться в мире голодных духов, не хотите переродиться среди животных, где вас сожрут там на 5-й секунде, да, или в других мирах, неблагих водах, надо думать, прежде чем что-то вы делаете. И когда вы в том числе и пытаетесь наехать на святую дхарму, на буддизм, вы тоже очень сильно задумайтесь.
вы дхарме ничего не сделаете. Ничего. Она слишком мощная. Вы делаете только плохо себе. Но это уже ваша проблема. Но я вам этого не желаю. Честно. Спасибо, Ларин Аранович. Ну, прежде чем мы поставим еще одну песню наших братьев-калмыков, поступил еще один вопрос к вам по Вайберу или Телеграмму Бурят ФМ. Тоже буддийский вопрос. Очень радует, что сегодня очень много вот таких вопросов, таких позитивных очень звонков, да, день рождения Будды, напоминаю. Вопрос. В Калмыкию приезжает много учителей буддизма. Каков уровень изучения буддизма среди калмыков? И на ваш взгляд, когда возможен приезд Далай-ламы в Россию? Ну вот пару лет назад у нас, представляете, с мая по сентябрь приехало 8 римпоче. Причем разных школ, да, в том числе тертоны школы Нигма, это Намкад Римпоче и еще, я не помню. У нас в этот момент очень много приезжает буддистов из других городов России как раз на учение. У нас очень серьезно изучают, в принципе. Ну, конечно, общее население вряд ли оно что-то изучает, но очень много людей такие учения посещают, и на очень серьезном уровне у нас уже много таких мирян, да, которые практикуют буддизм, да, и все больше и больше становится. Но, естественно, сейчас, я же уже говорил, что сейчас Кали-юга и время упадка, поэтому сейчас основное население, конечно, оно не практикует. Тем не менее, вот взять, допустим, пост Вюрсара, у нас очень многие сейчас держат, даже те, кто не практикует. То есть они видят, что все люди держат, и они тоже держат, да, и курить, я уже говорил, бросают на этом месте, да, и прочее, прочее, прочее. Разве это плохо? Это здорово. И нация здоровая, и пьяных не увидите, и тем более в Вюрсар днем. Вот кто был в Бурятии, вот Твена, днем видела пьяных? В Калмыкии, да, вы хотите сказать? Нет, я вообще не видела там пьяных. Вот о чем и речь. У нас уже это не модно. Даже несмотря, что тяжелая экономическая ситуация, вроде время спиваться, а у нас наоборот. Да, молодежь спортом занимается и прочее. У нас каждый год очень много молодежи перед 1 сентября посещает Хурул. Почему? Потому что там идут молебные манджушри, да, для мудрости. Очень многие, у нас даже вот есть такие, у нас группировки есть в городе, которые у вас были раньше и исчезли, а у нас они до сих пор существуют. У нас это как традиция, она, наверное, еще долго не умрет. Вот у нас, допустим, группировка 101, такие молодые ребята, они толпой, там чуть ли не по 20-30 человек, вот эти хулиганистые ребята, ходили на калмыцкий язык, на бесплатные курсы в центральный храм. Такие вещи, да, допустим, идет группировка какая-то, ну, человек 10-12, ребята такие хулиганистые, там идут, орут, кричат, что-то там, допустим, ха-ха, хи-хи, там ведут. Мимо храма проходят, замолчали, поклонились храму, пошли дальше, опять ха-ха, хи-хи, да, вот это. То есть у нас уже отношение такое к буддизму даже у молодежи, да, потому что все понимают, что раз наши предки выдержали благодаря этой религии, значит, она стоящая религия. И поэтому у нас реально буддизм очень сильно в нашем обществе, да. И когда говорят, у вас там, вот кто-то говорил, у вас там есть шаман. Ну, есть там, может, 1, 2, 1,5, я не знаю. Но это не шаман. Это не шаманы, они прям, ну, я не знаю, над ними там все смеются. Никто из калмыков к ним не пойдет никогда. Потому что у нас есть вот очень много учителей, как вы говорите, приезжает к нам серьезных, и которым... Я вам хочу рассказать про одного монаха, который, он сам из монастыря Гютмет, тантрического. Его как-то уговорили в листе остаться, потому что он серьезно мощнейшего уровня. Вот я, пользуясь случаем, хотел бы про него рассказать, да, когда человек одним молебном может вытащить человека, да. Моя племянница, я думаю, вот записи, кстати, ее дедушка смотрит мои записи, иногда комментирует вот эти наших эфиров. Ну, у нее было что-то врожденное сердцем, и в Москве вообще сказали в управделами президента в больнице, что ей год осталось. Год протянет, то хорошо. Ну, родители, мой троюродный брат и с женой, они там очень много старались, бедные там, ну, все старались там что-то продлить жизнь, возили там ее 2 раза в год в больницу. Ну, тяжело было. Они мне подходят и говорят, ну, может, ламу найдешь. Я у Фурули спрашиваю, как раз вот этот геншек я подъехал. У нас остался, и попросили, он тогда по-русски не понимал, потому что он только приехал. Ну, ему объяснили, он сделал обряд, там 8 человек было, по-моему. Следующий приезд, они повезли девочку в больницу в Москву, там вот такие глазища у докторов, говорят, где вы были вообще? Диагноз снят. Это был 1 молебен. Таких лам, конечно, мало.
Другой случай, когда у ребенка в листе 41 температура, не могут доктора ничего сделать. Не могут ее сбить. Обращается вот к своему родственнику, который был завхозом нашего Аршанского хурула. Он, естественно, говорит, я решил позвонить сразу в Геншаке. Звоню ему, он сразу понял ситуацию, говорит, бери вот это, молоко, там, и поехали на одинокое дерево. Он там сделал обряд подношения духа местности. Вот сколько они там были? Ну, пока ехали, то есть, часа два, возвращается, пацан уже бегает. Оказывается, они рвали тюльпаны нещадно, эта семья там выезжала в степь. А духи местности, видимо, отыгрались на ребенке, да, и 41 температура, а он сразу понял, он сделал подношение, попросил отпустить, и вот он отпустил. Это реальная история. Не думайте, что придумают. Вот я реальных называю людей, которые вот это все были. Потом момент у нас, как его фамилия, Джовинов или как вот, потом можно узнать, журналист наш. Он ко мне подходит и говорит, а у меня вот постоянно такое состояние, когда я, как будто жизненной энергии нету, постоянно он... Душа ушла, говорят. Как будто, да, в буддизме души нету, да? Да, у нас как это. И он, в общем, я ему тоже посоветовал Геншакью, тот сделал обряд, через какое-то время он встречает и говорит, да, я сейчас полноценно себя чувствую. То есть он восстановил жизненные силы, ему там какое-то время прошло, да, он уже больным человеком не чувствует. Вот такие моменты. У меня, кстати, в моей книжке описано про него, да. Человек, который остался просто по просьбе у нас, потому что они такого уровня, они не для себя думают, они... Спасибо, Ларин Аранович. Как раз вы сказали про книгу. Я хочу напомнить нашим слушателям, перед тем, как они будут слушать очередную песню прекрасную, что Ларин Аранович разыгрывает книгу «За лучший вопрос». Книга называется «13 чакр. Рассказы начинающего буддиста». Пожалуйста, обдумывайте вопрос, пока звучит песня. Ичиле тенге хорынды бәдігі ичілдәт нөрдігі қалымгуд Дау сәхіні әмдрелі олсын Дауста тегіні енігідім Кесегі жиліні еркісті бидін Халу нарынды батырықсын Ғашута цагигі өкнері дилсін Хату гөжелері хәлілсін Сердің сәрсатын қалымгуд Бақшуты үлігірі бөлже Қарталақмыран күндіям Сердің серцетін қалым ғуда Өнегінден дұралаяу Қәмені бақшуты үлігірі бөлже Қарталақмыран күндіям Зақы уға діл келді ғос аңшалан дөнір тәңкіріц қәтін Келін ұғағар ұлыс бәдгол Көрскін келерін күнс қәтін Зөрт ақныр төкіні үлже Ұлыс әткіләні марты ұзап Күнді сағені қары едімгер Ұчым таңшаны алды ұзап Сердің серсатын қалым ұда Өнегінден дұралаяу Әміне бақшуты Қартақмыран күндіям Сердің серсатын қалым ұда Өнегінден дұралаяу Әміне бақшуты үлігірі бөлде Қартақмыран күндіям
ошудумды тегеді сәхіні ағаратам дүмбір қалмығы мана келен дасады босия сердің терсәтің қалымуда егінегінен дұралаяу әміне бақшут білгірі болде қарта ақмыран күндиян сердің терсәтің қалымуда егінегінен дұралаяу әміне бақшут білгірі болде қарта ақмыран күндиян әміне бақшут білгірі болде қарта ақмыран күндиян қалымығы тамшаны босия Сағы үресі. Колесо времени. Мы продолжаем наш прямой эфир. Сегодня 10-я заключительная передача, я напоминаю, цикла большого о калмыцкой истории, наших братьях-калмыках. И я напоминаю, телефон прямого эфира 588-300. За лучший вопрос наш гость отправит вам книгу «13 чакр». Ну, Ларри Нарадович, сегодня у нас такой заключительный, да, день. Вот он совпал и еще с днем рождения Будды. Наверное, это все-то и не случайно. Для меня еще очень приятно, что это день родины моей мамы. Моя мама мухшибирская бурятка, тугнуйская. И вот я много мы в эти дни говорим о диалектах. Я хочу сказать, что и в самом хоре есть поддиалекты, потому что это большое племя, которое живет, как вы поняли, в нескольких районах и в Агенском округе. Так, прямой эфир, прямой звонок. Алло? Амарсен? Ой, будь добры, я вас опять беспокою. Ларри Наранович. Да, я вот слушаю внимательно вашу программу. Вы объявили конкурс на вопрос лучший. Разрешите, пожалуйста, я мечтаю вот эту книгу иметь вашу, Ларри Наранович. Да я вам так отправлю. Повезет. Меня зовут Любовь Николаевна. Вот только что вы звонили, да? Я вас простить. Нет, простите. Вы, пожалуйста, имейл свой пришлите вот на куда-то там. Вам перезвонят? Ну, вам перезвонят и уточнят. У меня нет такой связи, у меня простой телефон кирпич. Мы поняли, мы вам перезвоним и уточним, как мы вам передадим книгу, хорошо? Ой, спасибо большое, благодарю вас. Спасибо вам. Байрла. Вот я хотела сказать, Ларри Наранович, что и естественно, что в таком большом племени, который занимает несколько районов республики и Агинский округ, есть свои поддиалекты. Например, вот мухшибирские буряты сегодня, диалект мухшибирских бурят, сегодня день, они находятся на южной границе своих земель рядом с анголами, поэтому, допустим, у тугнуйских бурят очень много сангольских слов. Алло, в прямом эфире еще раз. Алло. Звонок. Здравствуйте. Это совершенно беспокоит. Мне 80 лет. Ага. У меня вопрос Ларри Нарановичу. Я уже 3-й или 4-й это слушаю день. Ну, что хочу сказать. В свое время работал, интересовался часто. Но калмыков, кто... Вот мне очень было лестно, что Грозовиков генерал-лейтенант Пермь работает долгое время. И еще когда в Москве бывал, помню фамилия Ачиров. Это Гаснабер. Ваш вопрос. К нему забегаю. Бляк, здравствуй. А он что-то холодно. Так, он начальник отдела работал, был крупный человек все-таки. И потом мы разговорили все-таки, он оказался калмык. Ну, немного поговорили. В общем, когда работал, я интересовался с бурят, кто работает, калмыки, кто работает. Вот единственное одного человека. А с бурят у нас такого не было. Я не работал в то время. Ну, что я хочу сказать. Ну, Наранович, конечно, очень подкованный человек.
Он вас слушает, вы можете задать ему вопрос. А? Он вас слушает сейчас, вы можете задать ему вопрос. Ларри Наранович слушает вас. Слушай, да? Да. Вот вопрос хочу задать. Ну, я родом, мой этот, то есть, род, или как можно назвать? Племя род. Хангодар. Он так говорился, Хангодар. Но и закаменский я бурят. Параллельно буддизм и параллельно шаманизм. Вот когда он сильно с такой неуважением говорит о шаманизме, но мне как-то это на душе неприятно. Закаменский, что буддизм, что шаманизм одинаково. Но шаманизм это вера же, это родовое. А что я такого сказал неуважительного по отношению к шаманизму? Я просто уже много раз прошу шаманистов перестать атаковать буддизм. Только от них и слышно, что вот буддизм сделал нас слабыми, что он сделал нас... Я же говорю, это неправда, что он нас сделал слабыми, да. Ну, я сегодня сказал, что если хотят заниматься своими вот этими традиционными какими-то религиями, пусть занимаются, только нас не трогают. Когда они начинают оскорблять буддизм, они оскорбляют калмыков. Потому что у нас нет шаманов, у нас только буддисты. Во-первых. Во-вторых, если вы хангодары, вы уже пришли буддистами на эту территорию в Бурятии, вы в курсе, да, из Джунгарии? Ну, не знаю, Чингисхан все-таки вечно не был, он бился. Ну, знаете, у нас Чингисхан тоже на Мерседесе и на Ланд-Крузере не ездил, да? Все времена меняются, да? Я еще раз говорю, если бы мы остались шаманистами айраты, мы никогда бы не сделали 3 больших великих государства айратских. Это факт, это который даже советская историография признает, что буддийское духовенство сыграло огромную роль в объединении айратских племен. Великие, так что они так и будут, что буддизм, что эти... Три айратских государства, там у нас не было шаманов, у нас было только буддизм. И шаманов всех ликвидировали в 17 веке, во второй половине. Поэтому вот мы об этом и говорим, что у нас есть одна религия, которую калмыки уважают и ценят, это буддизм, да? И когда кто-то из шаманистов начинает петь старые песни о том, что буддизм сделал кому-то там воинственность, да? Ну так нельзя тоже. Нет, Ларри Наранович никого не оскорблял. В буддизме тоже есть духи, он говорил, мир духов. А что духи? У нас 80 тысяч классов духов. Вы в курсе об этом? В буддизме 80 тысяч классов только духов. Вы знаете, что по-буддийски... Нет, конечно. Вот вы знаете по-буддийски, что в мире духов, существ, духов этих, больше, чем всех живых существ вместе с насекомыми, животными, людьми на планете вот нашей вместе взятых. В этом мире духов больше. Это в буддизме. Поэтому мы это как раз духов уважаем. У нас каждый год делается центральный храм Калмыкии буддийский. Каждый год делает обряд подношения духа местности. У нас в буддизме они считаются хозяевами земли. У нас очень такое трепетное отношение. Вы там окурки у нас не увидите, потому что буддисту нельзя окурок бросить. А здесь я вижу, возле очень много окурков валяется. Но если вы действительно духов уважаете, вы там поддерживаете свои религии шаманские, что тогда землю царите? Вы чего не уважаете духа-то местности? В таком случае. Вы вот вечно вот какие-то претензии, обиды и прочее. Перестаньте, товарищи... Нет, товарищи шаманисты, просто перестаньте нас трогать. Вот и все. И мы не будем вообще никого трогать. Мы к вам нормально относимся. Я же сказал, я сегодня сказал, что я уважаю и шаманизм, и тенгрянство. Я это сказал, можете послушать даже запись этой передачи. Я не уважаю тех, которые считают себя шаманистами и тенгрянцами. Я их считаю лже-шаманистами, лже-тенгрянцами. Потому что они ничего о своей религии не знают, а себя пяткой в грудь стучат, что они якобы такие. Но я тоже себя могу космонавтом назвать, но я не знаю, что я космонавт. Я не знаю ничего о космосе, я там никуда не летал. И так же они. Вот от них все идет. А я знаю, что настоящие, допустим, шаманы, они очень уважают буддизм. Почему? Потому что они видят его силу. На учениях Далам они... Я говорю, параллельно то и другое существует. О чем и речь? О чем и речь? Я об этом и говорю. Я говорил о лже-шаманах, о лже вот этих тенгрянцах. Я о них говорил. И настоящие-то шаманы на учениях у Даламы в первых рядах сидят. Вы в курсе вообще? Вы знаете, что к серьезным буддийским ламам настоящие шаманы ходят за благословением на практику?
Потому что они знают силу буддизма. Вот это настоящие шаманы. А те, которые вот выступают против, там, это лже. И вот я про них говорил. Почему я если про кого-то врача и скажу, это же не значит, что я против медицины выступаю. Я лекции 3-4 слушал, мне так в душе сложилось, что как будет шаманизм это не то, что, как бы... Для калмыков это не то. Для вас это то. Вот и живите. Мы что, вам запрещаем, что ли? Живите, я говорю, не трогайте просто буддизм, не надо я знаю, что вот сидят сейчас по пьяни, там стакан поднимут, да, у нас там буддизм, из-за буддизма мы там потеряли воинство. Вот она вот это звучит одно и то же, надоело, просто уже буддисты, хватит уже молчать буддистам, мы тоже пойдем сейчас в ответ. Мы тоже будете нас называть слабыми, мы, калмыки, в ответ будем вас тогда показывать, что мы сильные. В конце концов, хватит нашу религию трогать. Это не наше. Вы сейчас мне предъявляете, а я предъявил шаманистам... Я не предъявляю. Я в том плане говорю, что... Вы не понимаете. Я же вам сказал, что то и другое мы верим. Вот о чем и речь. В то и другое. А по-буддийски, кстати, я вам сейчас хочу сказать, по-буддийски ликбез, да, такой буддийский. По-буддийски нельзя верить и в то, и в то. Потому что если вы приняли прибежище, вы зашли под зонтик буддийского учения, значит, вы под защиту сякюснов буддийских зашли. Если вы пошли к шаману, вы уже отвернулись от буддийских сякюснов и пошли под шаманских духов, да? Нельзя болеть за ЦСКА, за Спартак одновременно, понимаете, да? Нельзя быть американцем и русским, нельзя быть в 41 году немцем и русским в одном лице, да? Это абсолютно разные вещи. И вот в этом большая ошибка. Я вам объяснил, что вот так у нас... Вам говорят, что это неправильно. Я же вам сказал, что это неправильно с точки зрения буддизма, что ходить к ламе, ходить к шаману, это неправильно. Если вы пошли к шаману, значит, вы не буддист, вот и все. Значит, у вас не может быть буддизма. Вот, это и не я придумал. Это по буддийскому учению так. Угу. Если вы считаете, что можно ходить к ламе и к шаману, значит, у вас своя какая-то религия пошла. Но это уже не буддизм. Вот о чем и речь. И если вы верите и в то, значит, вы ни во что не верите, выходит. Потому что это абсолютно разные вещи. Спасибо, Ларин Аранович. Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы 10 передач провели, рассказали подробно историю калмыцкого народа, который именно благодаря принятию буддизма стал единой религией. 4 айратских больших племени стали единым народом благодаря буддизму. Благодаря этому они сохранили себя. Это не поймут. Это люди, которые все равно будут жить в своем собственном мирке, да, в своем улусе, и для них это объединение ничего не значит. Их бесполезно принимать. Те люди, которые захотят величия своего народа, если захотят поднять свой народ, вывести его, да, на конкурентный уровень, да, на мировой арене, да, те захотят, уже будут задумываться. А те, кто местечково, они даже бесполезно объяснять. Еще один звонок в прямом эфире, мы скоро завершаем. Алло? Алло, здравствуйте. Сэмбана. Сэмбана. У меня такой вот вопрос. Говорил раньше на передаче, что буддийский, монгольский мир, монголы вообще должны как бы объединяться, да? И получается так. Я вот раньше думал, монголы, скажем, большая часть все-таки живет в Китае, да? И поэтому у них письменность своя, там, получается. В России у нас своя. То есть как бы письменность совпадает. И поэтому вот в свое время Ларин Аранович, я знаю, что он был в числе инициаторов двойного гражданства Монголии, но это тоже вопрос длинный, долгий, политический. А вот если по религии, скажем так, да, по буддизму, может быть, надо было бы как-то так сделать как бы вертикаль в Монголии, скажем, там Богдагеген, и к ему уже с единым учением, с единым подходом, с единой политикой, там, свое представительство, скажем, в Бурятии, в Калмыкии, в Туве, там, на Алтае, там, и так далее, чтобы учение шло как бы по единому стандарту, скажем так. Вы знаете... Прекрасно понимая, что вы написали книгу, и вот подобного рода работы надо было бы распространять, мне кажется,
начиная вот, ну, таких, как я, скажем, да, ну, не... Да, это очень... Я Ага. очень... Спасибо вам, действительно, очень хороший вопрос. Да, у нас была мысль такая, в том числе и выпустить эту книжку здесь в Бурятии, да, это она для начинающих буддистов тоже, и не только для буддистов, она была бы интересна тем, чтобы вы могли бы познакомиться, да, с основами буддизма и прочее, через какие-то рассказы интересные. Вы сказали про Богдугена, я считаю, что каждый буддист в монгольском мире, да, по умолчанию должен считать его лидером духовным монголов. По умолчанию. Это так оно и есть. И он будет им. И мы знаем, что будет. Вот, кстати, вот это учение про Калачакру, о котором вот сейчас женщина сегодня упоминала, да? Там есть про это. И в том числе и про Богдугена, и какую он роль сыграет. Хотя это учение Будда дал еще 2500 лет назад, даже больше, да? Тем не менее, там нашлось место вот Богдугену, которого уже было предсказано, да? Представляете, да? Поэтому мы знаем, что будет дальше, мы буддисты. И поэтому мы говорим об этом. И вы правильно задали вопрос про Богдугена. Он сейчас вырастет, он в монастыре отучится, и там очень много, в монгольском мире очень серьезная ситуация поменяется, потому что он своей духовной силой, очень много поменяет, тем более сейчас уже эпоха меняется. И я думаю, что оно само собой придет. Мы сейчас только стоим у истоков возрождения, и мы сейчас делаем первые шаги. И тот, кто с нами, тот, я думаю, что имеет хорошие шансы на перерождение и в будущем увидеть рассвет. По Калачакре вообще монгольский мир расцветет еще раз. И нам уже давно об этом говорят. Поэтому мы знаем, что будет. Те, кто выступает против буддизма, для нас это вот пятая колонна. Вот действительно, потому что, во-первых, они, наверное, не знают, что будет дальше. А мы знаем по Калачакре, что будет. О чем и речь? Поэтому буддисты уверены в себе. И вы правильно сказали по поводу Богдугена. Богдуген по умолчанию у нас лидер духовный. Всех монголов. Да, вот это вот как бы формально закрепить, да, как бы... Я думаю, это будет. Я думаю, это будет. Это же не светские власти должны закрепить, да, тем более мы в разных странах, поэтому... Да, это понятно, да. Очень хороший вопрос, спасибо большое. Китай, скажем, Новый год празднуют, монголы китайские в одно время, у нас... это уже календарь. Это уже особенность календарей. Это особенность календаря, который они под китайский подлезли немножко, а китайский немножко отличается, потому что... У них солнечно-лунный, у нас лунно-солнечный. Так, у нас прямой эфир. Да. Спасибо вам. К сожалению, к большому сожалению, Ларри Наранович, мы завершаем прямой эфир, который нам очень не хочется завершать. Даже не верится, что целых 10 передач, да, вы приходили, находили время рассказывать нашим бурятским слушателям об истории нашего братского калмыцкого народа. Но я думаю, сейчас век интернета, я думаю, многие слушатели будут вам задавать вопросы в соцсетях, будут к вам стучаться, да, уже могут напрямую вам вопросы задавать. Но для наших слушателей я хочу сказать, что мы насовсем не прощаемся. 9 июня, в день Ярамнинского района, Ярунунгудырта, к нам Ларри Наранович придет по просьбе именно ярамнинских слушателей, более подробно расскажет об истории Занданджу и о том, как он бывал в Яравне. Давайте мы от имени бурятских слушателей поблагодарим каждый сегодня, именно в день рождения Будды. Вот очень символично мы завершили большой цикл о калмыцкой истории. И сейчас мы дадим небольшое слово, как бы такое прощание Ларри Нарановичу, но своих слушателей я хочу сказать, что сейчас после эфира мы от имени слушателей поблагодарим Ларри Нарановича и еще поднесем ему хадак и небольшой подарок. Да, спасибо большое за то, что дали эфир. Я вот сейчас хотел пошутить, да, потому что когда Туяна сказала, что вот нашел время, я еще и нашел деньги, оказывается, за 10 передач, которые меня вот обвинили, что я их заплатил, да. Значит, все деньги здесь оставил. Теперь не знаю, как домой вернуться. Огромное спасибо, что дали такую... Я думаю, все это по карме. Вот видите, как вот сякюсны буддийские сводят, да, все вовремя, свели с теми людьми, с которыми надо. Все так, как нужно. Я думал, наверное, обстоятельства так складываются, что я вынужден здесь как-то вот... Приехал в Монголию по другим делам, и вынужден здесь. Оказывается, так надо было. И этот коронавирус, эти ажиотаж, пандемия, это тоже звенья одной цепи, да, на стыке эпох. И я теперь понимаю, для чего. Вот эти все... Я вот что вынес из этих всех эфиров? 99% бурят — это наши братья и сестры. Однозначно. Ваджарные. Ваджарные, да, в основном, да. Даже те, кто себя считает шаманистами, но тем не менее к нам относятся с уважением, к нашей религии, это наши братья. А те лже-шаманисты, лже-тенгрянцы, которые, пытаются внести в раскол, да, я думаю, что их не должны слушать вообще никто. Но они в меньшинстве. Наши братья — это вот те, кто звонил, и сестры, и говорил теплые слова, потому что, реально,
наше спасение в нашем объединении, прежде всего ментальном, в сохранении, в развитии наших языков и прочее, прочее, прочее. Я от своего имени хочу поблагодарить всех слушателей, кто слушал. Да, я очень надеюсь, что в будущем молодежь послушает все эти передачи и как-то по-другому взглянет на нас. Я знаю, что в Калмыкии очень серьезно отнеслись к этим эфирам, и очень многие люди слушают, им нравится, что история подана именно вот так, вот не как вот по-советски раньше, а вот именно опираясь на другие исторические факты, чем давала советская историография. Я понимаю, что для многих, наверное, мое появление здесь это как вообще, не знаю, может быть, как враг я для них там, ну, наверное, для них все, кто играет на объединение, все враги, потому что эгоизм таких людей зашкаливает, они такие великие, и вот они должны вот быть в центре внимания, а какой-то там приехал, еще тут 10 передач и сидит, а меня никто не приглашает, да? Ну, наверное, такие люди есть и у нас, и у вас, и они будут еще, и Кали-юга продолжается, время демонов, они еще будут мешаться под ногами, но со временем, пока дхарма наша будет расти, они будут все уходить, а мы все будем ближе друг к другу, и в итоге монгольский мир выйдет на тот уровень, на котором достоин быть. То есть мы вернемся на мировую авансцену геополитическую, это именно с помощью дхармы. Кто этого не понимает, ну это ваша проблема. Бурят шагмакчатта танат халмык хылындары ярал. Бурхан бакшын медлесин юраджинау утнаста баткишикта дала буинта байнта болтын к сожалению, вот мои юриалы калмыцкие, они не очень такие, ну, не отличаются разнообразием, да, но самое главное, я пожелал всем долгой жизни, крепкого здоровья, быть много буина, поскольку от буина зависит наше здоровье, благополучие и даже успех финансовый, и быть богатыми. Вот это я пожелал. Болтове, тахил музыка